лучше него на тот момент, лучше него никто не знал. Значит, историю возможной миграции и современников того времени. Тогда много жило еще иммигрантов первой и второй волны. Поэтому тогда было очень интересно было. Сейчас, наверное, немножко ситуация поменялась. Тем не менее, какой-то был момент, да, Гена, я думаю, подтвердит, когда был некий спад, да, интереса к этой теме. Сейчас интерес снова как бы возрождается. Наверное, это все-таки связано с тем, что калмыков все больше и больше уезжает за рубеж, не только по стране, но и за рубеж. Границы открыты, и, наверное, у многих внутри сидит вопрос относительно нашей Родины, относительно судьбы нашего народа и относительно судьбы тех, кто уехал за границу. Поэтому, наверное, тема эта интересна. Конечно, я считаю, нужно касаться истории миграции, чтобы люди знали примерно, что с калмыцкой миграцией происходило. И на примере иммигрантов первой волны, второй волны, наверное, может быть, строить свои какие-то взаимоотношения между собой сейчас, нынешним иммигрантам. Это нужно. Но мне кажется, что нужно еще сделать упор на пути развития вот этой иммиграции, калмыцкой иммиграции нынешней. То есть озаботиться судьбой нынешних иммигрантов, да, чтобы они там быстро не растворились в этом огромном океане глобализации. Поэтому мы, наверное, будем, конечно, истории касаться, и, наверное, я бы хотел вместе с вами обсудить видение разной темы, разные точки зрения на тему вот развития нынешней миграции. Я не думаю, что наши люди в большинстве своем, которые уехали и живут, вынуждены жить за границей, они совсем оторвались от родины, и абсолютно их не интересна им судьба нашего народа. Я думаю, наоборот, интересно, поэтому эта тема была бы очень... Неплохо было бы эту тему затронуть. Так, наверное, начнем, с истории миграции, да, потихонечку. Гена, может быть, расскажешь вкратце? Добрый Первая, вечер. вторая волна и прочее. Добрый вечер, дорогие земляки, участники нашей сегодняшней встречи. Я бы, наверное, немного добавил к тому, что сказал наш уважаемый Ларин Аранович, и сказал бы о том, что, в принципе, первая волна иммиграции, на мой взгляд, это все-таки приход части айратского общества из Центральной Азии сюда, в пределы, значит, междуречия Урала и Волги, и первой волной эмиграции, наверное, следует все-таки признавать вот эту великую перекочевку. Это прежде всего. Однако мы здесь сформировались на протяжении значительного периода как целостное общество, как отдельный народ, отличный в некоторой степени от наших собратьев, оставшихся на территории Центральной Азии. И поэтому первой волной эмиграции мы считаем волну эмиграции, которая была в период с 1917 по 1920 год. Это эмиграция, связанная с гражданской войной, с революцией и гражданской войной в России. Безусловно, это трагическая история, она называется Великим уходом, Великим исходом. В этом году мы празднуем столетие, отмечаем, точнее не празднуем, а отмечаем столетие этой трагической даты, когда народ был расколот не только калмыцкий, но и русский, и масса других народов, которые попали в горнило гражданской войны. В общем, эмиграция, та, которую мы сегодня называем эмиграцией первой волны, которая была нацелена на Европу, это в основном беженцы, которые не поддержали советскую власть и ушли вместе с белым движением сначала в Турцию, потом на территорию греческих, значит, на греческие территории в то время Османской империи, Турции, и позже на территорию балканских стран, и затем, после того, как уже пришел кризис и в балканские страны предвоенный, и во время начала Первой мировой войны, в общей сложности в то время, как писали эмигрантская пресса,
в то время на Константинопольский берег было выброшено более 3500 калмыков. Нужно говорить, что калмыки это были выходцы абсолютно всех калмыцких, скажем, родоплеменных групп и всего остального. Не обязательно это были донские калмыки или там северные калмыки, западные калмыки, восточные калмыки. Это были все абсолютно калмыки, которые были не согласны с советской властью. Среди них были, например, известный князь Серебжак-Тюмень, Данзан Тундутов, атаман Горя Балзанов, полковник Абуша Алексеев, то есть Эренжен Харадаван, доктор, огромное количество буддийских монахов, которые тоже, будучи несогласными с советской властью, покинули эти земли и ушли в эмиграцию. Многие, к сожалению, вернулись и позже попали под малов советских репрессий. Еще чуть позже кому-то удалось бежать, и это было уже во время Второй мировой войны, с 43-го примерно, с 42-43 года вторая волна этой эмиграции пошла. И таким образом многие из тех, кто был реэмигрантами первой волны, они сумели сбежать и уйти и попасть на территорию, которая носила название, точнее, принадлежала организации, сейчас я прямо вот конкретно скажу более четко, организация ООН, в то время уже созданная, Организация по делам беженцев ООН и Международная организация по оказанию помощи беженцам. Были две такие организации созданы, и они собрали тех людей, которые не хотели попадать в зону влияния Советского Союза, и потом позже эти люди покинули эти территории и ушли уже в страны Северной и даже Южной Америки. Были и калмыки, которые попали даже в Южную Америку. Ну, их было не так много. В общем, вот две волны, основные две волны иммиграции. Это вот первая волна. Те люди, которые ушли в 2020 году вместе с Врангелевской эвакуацией. Вторая волна, это были те люди, которые ушли вместе с отступающими частями даже вермахта. И также перешли территорию Советского Союза, границу Советского Союза, и в виде беженцев там и так далее. И таких тоже было довольно много. Они позже были разделены вот на территории, которая была подконтрольна организации по оказанию помощи беженцам. Они были разделены на два лагеря. Это был волны первой миграции, второй миграции. Это было два лагеря. Причем они были там буквально такая вот проволочное заграждение было и больше ничего. И моментально сразу же создали два хурула. Нужно сказать, что первая волна иммиграции, которая была, это были в большинстве своем люди высокоинтеллигентные, грамотные, образованные. Они прекрасно понимали, что те условия, в которые попали калмыки того времени, это совершенно незнакомые, непонятные условия. И в связи с этим в первую очередь, что у них возникло, это желание построить культурный и духовный центр, который бы объединил всех калмыков эмиграции. И буквально 9 декабря, накануне праздника Зул, мы презентовали книгу к столетию калмыцкой эмиграции. Книга называется, значит, «Хурангу и Вяль Заливрол Пергют Норшева». Это работа калмыцкого монаха эмиграции Санджира Быменькова, в которой он очень подробно описывает все проблемы, с которыми сталкивались калмыки, привыкшие к вольной степи, к свободной жизни и внезапно оказавшиеся в городских условиях, вынужденные работать на фабриках, как им было тяжело, как выхолащивалась национальная культура, сколько переживаний это было. И тогда в связи с этим в то время из Бакша донских калмыков Манчуда Буринов, известный деятель калмыцкой эмиграции, Бакша станица Платовской, добился у сербских властей в Сербии, где жило около 500 калмыков, в то время довольно была крупная такая
как это называется, довольно крупная группа такая в Европе, он добился того, чтобы сербские власти разрешили построить, точнее, открыть ему буддийский храм, который находился в обычной квартире. Ну, то есть это была небольшая комната, в которой принимали калмыков и других. На улице Воислава Ильича, дом 47, это в Белграде было. Если кто-то из ныне присутствующих людей живет в Белграде, то я думаю, что вы даже можете найти этот дом и эту квартиру. И я думаю, что мы бы документально подтвердили еще одну почти забытую страницу нашего прошлого. Чуть позже калмыки стали собираться вот в этом 11-м округе Белграда, называемом Мокрый Луг. И, в принципе, самое крупное поселение калмыцкой миграции было там. Кроме того, жили в самых разных местах. И во Франции, и в Югославии, и в Сербии, и частично еще оставались в Турции в то время. Ну, так или иначе, постепенно калмыки начали съезжаться в Сербию, в Белград, в 11 этот округ, и постепенно молельный дом перестал вмещать этих людей, и тогда Манчуда Буринов или Галан Джимба Буринов добился того, чтобы открыли, точнее, разрешили строить новый буддийский хурул. Есть воспоминания участников строительства, со слов, точнее, потомков участников этого строительства. Многие работали на тяжелых работах, так как языка не знали, очень тяжело адаптировались к этим условиям. Многие работали грузчиками, кто-то подрабатывал мытьем пола, кто-то вышивал, кто-то занимался разными, ну, самой тяжелой работой. И красными от мороза руками ночью, возвращаясь, они записывали калмыцкий фольклор, калмыцкие молитвы, калмыцкие традиции, издавали журналы. Очень много журналов издали в то время и на ясном письме, и на русской графике, и на даже сербской графике. Издавали большое количество различных работ, стремясь сохранить свое культурное, литературное наследие, стремясь не раствориться, так как многие калмыки для того, чтобы натурализоваться в тех странах, были вынуждены. И женщин, кстати, еще было очень мало, так как часть обозов было невозможно посадить на пароходы и вывезти из Советской России, и они либо вернулись, либо были вырезаны частями Красной Армии. Вот. Женились на местных девушках, и дети, рожденные от этих браков, разумеется, уже очень сильно теряли свои национальные традиции, обычаи, религию и все остальное. И это, конечно, не могло не тревожить духовенство. Однако Манчуда Буринов в 1928 году зимой умер. Внезапно заболел и умер. И после этого работу по строительству через буквально 2 или 3 месяца с новыми силами продолжил другой известный бакша, высокообразованный монах калмыцкий, Джамнин или Джамьян Умальдинов из станицы Денисовской. Этот человек был незаурядных тоже талантов, очень спокойный, уравновешенный, высоко почитаемый калмыцким обществом. И ему вместе с как раз-таки с Анжи Рагбой Меньковым, книгу которого вот мы презентовали 9 декабря, он сумел достроить этот храм. Ему помогали Милош Ячимович, это бизнесмен, который тоже жил в калмыцком этом 11 округе, потом правительство Сербии и даже король Сербии Петр I вместе со своей дочерью Еленой Петровной. Таким образом, хурул был построен в рекордно короткие сроки. В июне его заложили, и в 12 декабря 1920, прошу прощения, 29 июля 29 года состоялась торжественная закладка фундамента, а 12 декабря 29 года этот хурул уже был построен. Естественно, он стал крупнейшим центром всех калмыков. В то время французская диаспора калмыков возглавлялась бакшой Даржи Намжалом Нимбушовым, и он приезжал в этот храм несколько раз. Туда приезжала тургутская принцесса Нирджидма, услышав, что в Европе живут калмыки. Туда присылали токийская буддийская община большую бронзовую статую. Также туда особое внимание уделял этому первому буддийскому храму в Европе сам Николай Константинович Рерих, который передал туда танку Будды Майтреи. Если качество изображения позволяет, я даже покажу эту известную фотографию
которая позже стала буддийской открыткой из Сербии, где стоят вот на фоне танки буддийской, которую прислал Николай Константинович Рерих, Бакша Джамнин Умальдинов, это вот он стоит, и Бакша Санджи Рагба Миньков, в то время просто гунзут этого Хурула. Вот такая история этого храма. Чуть позже, когда королевство сербское пошло на сближение с Советским Союзом, и правительство в изгнании, которое было тогда от белогвардейцев, оно было упразднено, калмыки почувствовали, что это довольно опасно, что их могут обратно всех насильно депортировать в Советский Союз, и стали постепенно выезжать из Сербии, и из других стран, из Югославии, и из Болгарии, и из Франции, и постепенно съезжаться в Германию, потому что Германия в то время испытывала необыкновенный экономический подъем после прихода Адольфа Гитлера, и там можно было заработать денег, и там можно было спокойно пересидеть, переждать как раз, может быть, вот это вот опасные отношения с разных других стран, прежних покровителей эмиграции калмыцкой, вот, в связи с Советским Союзом. Вот таким вот образом постепенно большая часть калмыков собралась на территории Германии, а позже, когда Красная Армия в мае 1945 года вошла туда, они переместились на территорию подконтрольной Организации Объединенных Наций и Соединенных Штатов Америки, и только в 1952-1953 году, даже, наверное, да, в конце 1952-1953 году им разрешили, наконец, выехать в Соединенные Штаты. И вот большая часть калмыцкой эмиграции покинула Европу и выехала в Соединенные Штаты и расселилась примерно в одном штате, в Пенсильвании, в Филадельфии, в Нью-Джерси. И по сегодняшний день потомки этих людей живут там. Часть калмыков осталась в Европе. Это, например, Балзановы, Тундутовы. Данзан Тундутов позже вернулся в Советскую Россию и был расстрелян в Москве. Князь Тюмень умер в Софии. Вот недавно, наверняка многие из вас слышали, что обнаружили его могилу, его памятник, камень надгробный. Также остались, например, в Югославии остался Бакши Джамнин Мурцинов и несколько других монахов, а основная часть выехала в Соединенные Штаты. С ними были эмигранты второй волны, реэмигранты. К примеру, реэмигрантом и эмигрантом второй волны был вот Бакша станицы Грабевской Сотба Бурульдинов, который оставил уникальные воспоминания о своем учителе Бакши Мюнке Бурманджинове, написанный на Тудубичик. Мы надеемся в серии «Наследие калмыцких гелюндов» издать и эту работу, переведя ее на русский язык. Ну и таким образом вот первая и вторая волна эмиграции калмыцкой на запад, она вот, наверное, закончила в целом то, что мы называем в науке великим переселением народов, когда народы, начиная с 1 века, одни говорят, что до нашей эры, другие говорят, что нашей эры, хунны двинулись из глубин Центральной Азии в Европу, разрушив Великую Римскую империю, а последними, кто вышел из Центральной Азии и закрепился в Европе, были калмыки. Мы еще больше сделали, мы закрепились в Европе, уже будучи еще дальше в Европе, в Западной Европе и даже за океаном, вот, благодаря первой и второй волне. Третья эмигрантская волна пошла после распада Советского Союза. Эту волну, наверное, многие из вас лично даже, наверное, и создали. Поэтому здесь, наверное, стоит сказать, что многие из тех, кто здесь присутствует, это творцы, собственно, третьей волны иммигрантской. Ну, надо сказать, что впервые об этом заговорил в советской Калмыкии великий, на мой взгляд, журналист Наран Уланович Илишкин, который не боялся ни советского режима, ни ничего другого. Он еще в конце уже советской власти, в конце 80-х годов занимался эмиграцией. Очень много материалов опубликовал об этом. И первый
человек, и первые работы, с которыми мы познакомились с двумя первыми волнами калмыцкой эмиграции на Запад, это были работы Нарана Ивановича Илишкина. Чуть позже была издана еще одна книга, она называется «Очерки истории калмыцкой эмиграции». Вот я ее показываю, ее написали, значит, Андрей Горяевич Тюрбеев, известный ученый калмыцкий, и Иван Васильевич Борисенко. Эта вот книга была издана в 1998 году, уже Советского Союза не было, ну и так далее. И постепенно все это дополнялось различными другими материалами, и Прасковьи Ирниевны Алексеевой, и Нарана Улановича Илишкина. Ряд работ. Ларри Наранович помогал ему, например, написал работу «Сладкий запах полыни». Я зачитывался этой книгой в детстве, прям с упоением ее перечитал, кажется, 3 или 4 раза. Вот. Ну и позже, уже в наши дни, когда экономические или иные какие-то причины заставили людей снова двигаться, наступила третья волна иммиграции. Она в основном была связана с Чехией, тогда, по-моему, Чехословакией еще, ну и позже в страны Западной Европы. Да, я хотел бы добавить, слышно меня, да? Да-да. Я хотел бы добавить, что я, конечно, так не занимался этой темой калмыцкой миграции, как отец, да, и, наверное, может быть, и жалею несколько об этом, но я, во-первых, хочу поблагодарить Гену за содержательный, самый главный, лаконичный, краткий рассказ. Я думаю, что многие, кто не был в теме, там, уже имеют представление, да, о калмыцкой иммиграции. Я хотел бы добавить, что в первой волне, по разным данным, было примерно 3,5 тысяч калмыков, да, Ген? Примерно около того. Из них больше половины вообще вернулось в 20-х годах после объявления амнистии, да. Вот, допустим, если взять по наш Олег Минаев написал книжку «Зюмгарцы», да, он наш друг, который тоже занимается плотно этой темой калмыцкой миграции. По его данным, примерно из 1000 человек Зюмгарского полка на родину вернулось в 20-х годах 600 человек. То есть были первый, второй, третий пароходы, которые из Болгарии шли в Одессу, по-моему. И судя по фамилиям, он, оказывается, в архиве это все видел, судя по фамилиям, там были калмыки, представители всех наших субэтносов. То есть это не были только лишь донские калмыки. Там были же и воины калмыцкого астраханского полка, которые тоже уходили с белыми и вернулись по амнистии. Кстати, хотел бы добавить по поводу иммиграции. Не только духовность сплачивала калмыков, да, так калмыки были первой волны миграции на редкость были дружны, они контактировали между собой, живя в разных странах, как уже было сказано, большая часть жила в Сербии, в пригородах Белграда, где-то, ну вот как Гена сказал, около 500 человек. Очень большая колония была в Болгарии, поменьше в Чехословакии. Они между собой общались, хотя бы не было ни интернета, не было ни таких средств связи, как сегодня. Тем не менее, они держали связь, и они пытались сохранить. Наверное, все-таки у них была надежда возвратиться на родину, потому что вот многие американские калмыки рассказывали в 90-е годы, что их бабушки, дедушки всегда держали чемоданы с вещами готовыми. То есть они считали, что они в любой момент могут вернуться на родину. То есть вот это такая была тоска по родине и желание вернуться. И те иммигранты, которые вот жили, допустим, в Европе первой волны иммиграции, они, несмотря на сложности, несмотря на трудности, они показали себя, так бы сказал, с самой лучшей стороны. Вот эта закалка, вот эта их вера, желание, смелость, талант, они помогли им, многим из них, подняться даже выше, чем представитель местного населения, да. Я вот я специализировался именно вот на спортсменах. Вы все, наверное, знаете уже, что один из
иммигрантов первой волны, вот Санжи Иванчуков, Санжи Иванкуров, играл за пражскую «Спарту», да, и был членом национальной футбольной команды Чехословакии. А чехословацкий футбол в 30-е годы был одним из лучших в Европе. Команда русско-калмыцкой гимназии в Праге выиграла кубок Чехословакии среди учебных заведений. В этой команде играли всего только 2 русских, а сыны все калмыки. Вот Санжи Иванкуров как раз из этой команды. Чанчинов играл тоже за команду города Ужгород, тоже в первенстве. Нет, он играл в Виктории Жишков. Это была очень известная команда, тоже в Европе на тот момент, тоже в чемпионате Чехословакии. Повторюсь, это был очень серьезный чемпионат. Ну, вы все знаете, потом, как дети иммигрантов первой волны добились успеха во Франции, да, Жан Жаркаев, если вы помните, был капитаном сборной Франции 60-х годов. Я не знаю, его сын Юрий стал чемпионом мира и Европы в составе французской команды. Не знаю, можно ли его причислять к нашей иммиграции, поскольку он не проявляет интереса к калмыкам, как его отец, допустим. Многие играли в других командах, в Тулузе и прочее. Вот команда Джангар, любительская, выиграла турнир в лагере среди перемещенных лиц в Германии, да, в 45-м или 46-м году, уж точно не помню. Любительская команда калмыцкая выиграла Кубок Парижа в 60-е годы где-то. Вот все-таки наш народ очень талантливый. И несмотря ни на что, наши люди, несмотря ни на какие трудности, все-таки сумели себя показать. Несмотря на что в сравнении с другими диаспорами, наша диаспора была очень немногочисленной, прямо скажем. Да, еще Санжи Иванчуков в 80-м году играл за олимпийскую сборную США. Как известно, тогда американцы не приехали на Олимпиаду в Москву, поэтому и Санжи Иванчуков не смог приехать. Что касается духовности, вот я тоже хотел бы добавить, калмыки очень большое внимание уделяли именно религии, поскольку изначально буддизм был принят айратами фактически как национальная идея, как средство единения. Также вера играла большую роль в процессе единения калмыков от иммигрантов. Да? Почему они первым делом пытались обустраивать молельные дома, если была возможность строить хурулы? Потому что хурха, да, собираться. Хурул – это собрание. Вот где собирались калмыки, где они могли чувствовать локоть друг друга. Вот даже если взять депортацию, то многих калмыков спасали совместные молитвы. Это интересная отличительная черта именно калмыков, откуда она пошла. Вот именно из Сибири, то есть без бакши, без ламы проводить совместные молебны. Да? Втихаря собирались где-то на хатке и читали ном. То есть откуда тогда было взяться ламам? То есть вера для нас как бы это наш стержень. Не зря у нас всю историю после принятия буддизма у нас пытается эту веру выбить. Потому что, чтобы мы нашу основу выбить из-под наших ног. Поэтому Геннадий не зря затронул тему именно духовного единения калмыков в эмиграции. С инициативой назвать одну из лесинских улиц именем бизнесмена. Я искал эту улицу, переговаривался с сербами в Белграде, перезванивались мы. Нашли эту улицу, нашли то место, где стоял этот хурул, но его уже, к сожалению, там уже его следа не осталось, там какой-то магазинчик сейчас находится. Тем не менее, история эта очень интересная, я не думаю, что ее стоит вообще забывать. Раз этого хурула нет, но осталась память о тех людях, которые его устроили. Все-таки это наши люди, это наша самая мощная, самая большая колония эмигрантская, калмыцкая, которая была именно в Белграде. Не стоит об этом забывать.
Я думаю, что калмыки, живущие в Европе, тоже как бы не должны об этом забывать. Если кто-то будет в Белграде, обязательно поинтересуйтесь этим местом, может быть, сходите туда. Кто-то будет, калмыки живут в Чехии, поинтересуйтесь, где же Санджей Ункуров жил, может быть, туда стоит сходить, там цветы положить, может быть, что-то. В общем, должен быть какая-то основа должна быть у вас. Вот, ну, раз вы оторваны от родины, это не значит, что вы вне родины. До вас там были калмыки, и калмыки не последние, калмыки, которые сделали очень много для тех стран, где они жили, которых приютили. Тоже Санджей Ункуров. Ведь он был до того популярен в Чехословакии, что ему был дан бесплатный пропуск на все стадионы страны, пожизненный. Вот представляете, да? То есть он на любой матч, в любой городе Чехословакии мог бесплатно заходить на стадион на футбольный матч. Такие люди не должны предаваться забвению. Если вы там в Праге живете, я знаю, что калмыки там живут, ну, найдите, сходите. Там, говорят, еще и родственники его живут, наверное, дочка, по-моему, там. Может быть, как-то стоит с ними общаться. Ну, что еще хотела сказать? По поводу, наверное, ну, в принципе, я думаю, что на первый раз, я думаю, хватит. Может быть, стоит перейти к вопросам, которые есть. Вот некоторые вопросы, там Гена должен зачитать эти вопросы, которые Можно? поступили. Да, давайте тогда сейчас вопросы все я Ларику пересылала. Вы читайте по одному вопросу и отвечайте. И после этого вот еще уже и здесь от аудитории есть вопросы. У Нюдли, допустим, вопрос. Сначала пройдем по тем вопросам, которые вы получили, потому что те девушки, которые их задавали, они сегодня здесь присутствуют тоже. А после этого перейдем к вопросам уже из аудитории нашей. Можно, прежде чем мы начнем, я бы хотел зачитать послесловие к переводу Санжира Гуменькова, который он написал с такой болью, с такими переживаниями за судьбу своего народа, что я более сильного текста, вот я много текстов перелопатил за свою жизнь, но такого я просто не видел. Ну, я первый раз, когда его читал, я признаюсь, я плакал. Я могу прочесть его на калмыцком или на русском языке, как будет лучше? Халимгар можно тоже, чтобы вообще вы послушали, и потом Орсагар. Хорошо, давайте так сделаем. Я буду блоками тогда зачитывать и блоками его сразу с переводом. Шакья чадыкчин шаджи берекчи халимы гулыз бидин евре орын нуткасын хақцат олын жилді күйіне орын нуткудар әмне тежалин керекті тиінжі темтіржі өңгірелісін болдық. Ödge boluçun terimeti hot hoğutsun, ger tergine töledi, ödür suuga, gilga, acıl ködülmüşün ardı orat, öden tolgağın kedik soluga yoğucu beğenerdin. Yeni çıgın, yırtımcıdı, emdi mendi yok sanata kümünde, bası kerkte, zokasta yoğdul, mön bolduk. Мы, калмыки, держатели учения Будды, лишившись своей родины, много лет скитались и бродили по чужим землям, стремясь выжить. И сейчас, как и прежде, мы работаем день и ночь, не поднимая головы ради еды и одежды, жилья и средства передвижения. Для тех, кто хочет жить счастливо в этой жизни, это полезное и нужное дело. Болучиган, цак-цактын күйіні насын мөңкі виші, хөті ертімжі гентер учырхигі басы санхы керекті. Хөті төрлі намулынгин гархы орын, буй номин үйілдвір кехы, сол завуга болат бәдік ені басы чыгын гундылта. Однако иногда нужно вспоминать и о том, что жизнь человеческая не вечна, и следующее рождение может наступить внезапно. Печально, что у нас не хватает времени для добродетельных поступков, источников счастья для следующей жизни. Түйіне дерін, хәвірген күйіне олсин келін бичкин илчті даргдат, еврейн Лен, бичген, шаджан, номан метхен урат ирві бидін. Ені мана ясыржы оқы йоры темдік виші. Та бидін медәтнерін бәділ йодыл ені меті болықла. Мана ардасы дақын өшші гарчы бәқі бақчудың йодыл мөрегі юғын келху. Ені янзы вәділер
Цара йодык болхла, арун хырн жилин хыны юм болхын медикт хывише. Евре төрскін кишгесі олын йомын үлдік шинчі гарчақшы. Тереметі гундылта адық сүлбича болтқа кежі санықла, ходжымды ұлуға одағасы ауын 12 сеткілден научы тұс бүрден орылтқы йоста бидін. К тому же мы поддались влиянию языка и письменности живущих с нами людей, перестав знать свой родной язык, письменность, религию и дхарму. Это не признак нашего улучшения. Если мы, люди старшего поколения, себя ведем так, что же говорить о поведении подрастающей следом за нами молодежи? А продолжим так жить, неизвестно, что будет с нами через 10-20 лет. Нет признаков того, что останется что-либо от родной культуры. Что бы ни случилось с такого печального конца, безотлагательно с этого самого момента мы должны принять во внимание эту проблему и каждый вмешаться в это дело. И здесь далее он уже объясняет, почему он именно сделал вот эту книгу тогда, в далеком 57 году в Америке. Тегет ені учырты бағы сағыт тусы күркі сеткілер дала екі ердім оны луға болу үшін камбыл амин зерлеген хөнасы дақын бәрет, ені машы хурангу ивелін чоға төвіт келіне сорчулат ені меті хамцулув. Ені меті бечісінді ем алдыз, үлі дуту, енді емін бәдік болқыла, 12-тан аучы, шинжі талевсын мергі нұғытты, күлцыл әлтқымы. Үнін зүркіне чекі селівген өксін ұлысты, урдасын мене евряни ханылтан өргімі. Желая принести хоть какую-то маломальскую пользу этой работе, я, хотя и не имею великих достоинств и прозрений, следуя распоряжению Хамболамы, а Хамболамой в то время в Америке калмыки называли Дилоохутухту, перевел с тибетского языка и составил этот краткий ритуал принятия прибежища. Если в том, что я написал, есть ошибки, излишества или упущения, я молю увидевших это мудрецов о терпении, а тем, кто от чистого сердца исправит, заранее возношу благодарность. Гелен Санджирак Баменьков, 2917 год или 1957 год по европейскому исчислению, Филадельфия, Пенсильвания, США. Вот такое послесловие было написано Санджирак Баменьковым, глубоко переживающим за состояние калмыков и миграции. Сегодня те проблемы, которые испытывали иммигранты первой и второй волны, живущие в Соединенных Штатах в 1957 году, испытываем мы вообще всем целым народом своим. Это очень большая проблема. Я думаю, что мы ни в коем случае не должны забывать о ней, находясь в Калмыкии или находясь далеко за ее пределами. Давай к вопросам. Да-да. Давайте к вопросам, да? Вопрос первый. Можно ли считать эмиграцию российских калмыков, начавшуюся в 90-е годы и продолжающуюся сегодня, третьей волной? Да. Кто будет отвечать? Ларин Аронович или я? Ну, в принципе, это, оно так и есть, в принципе. Это третья волна эмиграции. Если вот смотреть по количеству, да, я не знаю, но, наверное, уже 1500-2 уехало за границу, как минимум. Как минимум, если не больше. Как минимум, если не больше. Если первая волна была 3500, да, ну, конечно, вторая волна там, ну, по второй волне, да, тоже споры идут, там, ну, действительно, цифра там была, конечно, внушительная, да, там историки говорят, что чуть ли не 16 тысячах, да, которые ушли из ККК, там, семьи и прочее. Ну, наверное, чуть поменьше, потому что, ну, не может быть, что они так быстро все ассимилировались или погибли. Там, наверное, поменьше было, конечно, но тем не менее тоже цифра довольно-таки внушительная. А сейчас, если несколько тысяч уехало, конечно, это, я считаю, что это третья волна, не знаю, как другие считают. Но если конечно, у нас в группе уже 910 человек из 56 стран, вы понимаете, что это только женщин, а если говорить там об американской группе, то их там да нет, ну, конечно, это третья волна однозначно. Причем третья волна, она растянута, и конец ее совершенно не предвидится, что самое, наверное, тяжелое. Те волны были политические, это экономическая волна, так скажем, да, но она тоже волна. Что там дальше? Вопрос второй. Как исторически складывались отношения между калмыками первой и второй волны иммиграции? Ты в курсе? Я, наверное, отвечу на него, да, так как немного занимался и вопросами первой и второй волны. Прежде всего, эти люди были калмыками. Прежде всего, они были калмыками.
калмыками, которые благодаря каким-то причинам или событиям покинули свою родину и были вынуждены оказаться в совершенно иных условиях. Для них существовал отдельный хурул. То есть на территории Пфаффенгофена в Германии существовало два хурула. Они делились. Один хурул назывался лагерем украинской стороны, то есть там в основном присутствовали люди, ушедшие через территорию Украины в сторону Германии, и хурул эмигрантов первой волны. В них работали два буддийских монаха, причем с эмигрантами второй волны работал Санджир Агбаменьков, он был настоятелем этого хурула, а с эмигрантами первой волны работал Зодба Бурульдинов. Он был иммигрантом первой волны, потом репатриантом. После того, как он построил Беломор-канал и снова сумел бежать из Советской России, это, наверное, один из немногих людей, кто пережил все эти ужасы. Вот. И самое главное, что их поменяли. То есть Санджир Агбаменьков, ушедший из Советской России в 20-е годы, стал обслуживать нужды и чаяния людей, которые пришли во времена Второй мировой войны. А Зодба Бурульдинов, бежавший из Советской России уже в 1942 году, он возглавлял хурул как раз-таки для тех людей, которые были эмигрантами первой волны. То есть получается, что в принципе особо каких-то жестких взаимоотношений между ними не было. Не было ни презрения, ничего. Единственное, что нужно отметить, эмигранты первой волны с очень жесткой критикой выступали по отношению к Советскому Союзу. Они писали критические статьи по калмыцкому языку, по той орфографии, которую нам внедрил Советский Союз для калмыцкого языка и привел к разрушению. Это работы Ренжена Харадавана, это работы Санджи Балыкова, это работы Бадмы Наранча Уланова и так далее. Но когда они видели своих собратьев калмыков, а многие даже родственников, естественно, отношения между ними были такие же, как и, собственно, они были здесь в Калмыкии. Калмыки никогда не теряли вот этих родовых отношений, того сердца, которое готово помочь любому ближнему. Это с давних времен все идет. Даже калмыцкая пословица, я считаю, что это программная вообще пословица калмыцкая, говорит о том, что «Ундасынь харюлят учрынь сура». То есть прежде чем, когда человек пришел в гости, сначала напои, накорми его, а потом спроси, зачем он вообще пришел. И это сохранялось среди иммигрантов и первой, и второй волны, вплоть до того, как они осели в Соединенных Штатах. Конечно, изредка возникали какие-то конфликты, связанные с тем, что молодое поколение, выросшее уже при советской власти, сформировавшееся, точнее, при советской власти, оно несколько по-другому смотрело на мир. Но это были незначительные совершенно такие вот проблемы, с которыми сталкивались иммигранты первой и второй волны. Поэтому нужно сказать, что это были здоровые, хорошие отношения, прежде всего, калмыков с калмыками, а потом уже иммигрантов, последователей той или иной политической власти и других каких-то особенностей, которые раскололи наш народ. На этот вопрос. Ларина, есть что добавить? Даже мне там рассказывали, что все-таки как бы иммигранты первой и второй волны, да, они как бы не были врагами, но и не были прям настолько и близки, в принципе. Как бы общение, ну, как калмыки с калмыками общаются, но не так, как первые иммигранты первой волны, их потомки между собой. Они также общались и с иммигрантами. Нет, конечно же, все-таки есть разница в менталитете. За 20 лет советской власти там что-то, конечно, поменялось, да? Поэтому, как бы, ну, как сейчас вот взять, да, они тоже общаются в Америке. Иммигранты вот третьей волны, допустим, с иммигрантами, ну, просто потомками, да, общаются, но все равно несколько не так, как они между собой общаются, допустим, да? Ну, я не думаю, ну, какие-то есть, конечно, различия, ну, что поделаешь. Ну, сегодня мне кажется, что это общество уже полностью ассимилировалось, я имею в виду культурно ассимилировалось в Соединенных Штатах Америки, и в настоящее время те молодые калмыки, которые живут в Америке, к примеру, они особо сильно не различают уже иммигрантов первой, второй волны или общения там с теми или иными калмыками. Но к третьей волне, конечно, отношение уже другое совсем.
А вот первая, вторая волна, они уже примерно слились в Америке. Вот, Не, ну да, их потомки, конечно, да. слились. Я говорю, Очень много, вопрос, наверное, был про именно иммигрантов первой и второй волны, а не про их потомков. Ладно, давай там, может быть, дальше. очень много Еще вопрос. браков, между прочим, уже на территории Соединенных Штатов самих уже произошло между иммигрантами первой и второй волны. Вот. Поэтому тут вопрос сказать, что они прям очень жестко между собой как-то... Не жестко, но не так, как в своем кругу. Да. Вопрос третий. Как вы оцениваете представителей второй волны иммиграции? Коллаборационисты, предатели Родины или борцы с советским режимом? Я могу ответить на этот вопрос, но наверное, вопрос это для каждого личный. Вот такой пример. Несколько лет назад ко мне приезжал один, так сказать, важный брат. Это те, кто присутствует вместе на учениях буддийских, называется, считаются важными братьями, из Украины. Из Одессы приезжал в Калмыкию, в наш Хурул. И у них же какая-то своя ситуация в Украине, там, свои дела какие-то. Поэтому ему тоже было интересно. И он мне задал такой вопрос. А как у вас относятся к калмыкам, воевавшим на стороне Германии? То есть такой же почти вопрос. На что я ему ответил. Вот у нас вот среди моих знакомых большой разницы между теми, кто воевал в Красной армии, кто воевал в ККК, вот у меня лично такой разницы нет. В принципе, вот как-то так повелось. Наверное, потому что мы все-таки малочисленный народ. И для нас калмык – это прежде всего калмык. И, ну, как бы нету, вот у меня лично нет такого, что тот там предатель или коллаборационист. Кто был жесток, их нельзя, может быть, простить, но понять можно где-то, почему он пошел там против советской власти. Ведь многие калмыки же пошли против советской власти не просто так, не испугавшись, как многие там у других народов, да, попав в плен и побежали. Нет, многие в большинстве своем пошли добровольно, то есть осознанно. То есть обижены многие советской властью были и прочее, прочее. Ну, давайте не будем себя обманывать. Калмыки очень сильно, как и донские казаки, пострадали после революции. Очень сильно пострадали. Народ, который жил очень хорошо до революции, после революции стал жить очень плохо. Да? И даже немцы, которые пришли в Калмыкию, отмечали крайнюю нищету калмыцкого населения, особенно в селе. То есть можно было понять настроение. Они пошли добровольно и воевали. Знаете, когда идут добровольно и воюют хорошо. Когда идут под страхом и воюют плохо. А калмыки к тому же еще умеют воевать. И вот я таки ответил, в принципе. Вот насколько, по моим наблюдениям, большой такой разницы нету. И я, знаете, я поделюсь такой маленький секрет, вам расскажу. Я учился в 6 классе, еще в 3 школе, и вот где сейчас, тогда был ДК-строитель, сейчас это Русский драмтеатр, там проходил судебный процесс над кем-то из Калмыцкого кавалерийского корпуса. То есть человек, который, по-моему, работал где-то в министерстве каком-то нашем калмыцком, и его, в общем, опознали как офицера, что ли, Калмыцкого кавалерийского корпуса. Вот мы сидели, нам было по 13 лет, мы с одноклассником пришли на этот суд, двери были открыты, и приезжий прокурор так по-хамски себя вел, он так на свидетелей из ККК, которые уже давно отсидели, и их вызывали, он так по-хамски с ними разговаривал. Вот мы, честно, мы были на стороне, хотя мы пионеры были, там, комсомольцы, да, и нас как бы идеология какая-то, пропаганда очень сильно тогда прослась по нам. Тем не менее, наша калмыцкость, она прям наружу лезла. Вот реально мы сидели и материли этого, 13 лет мы материли этого прокурора, который так по-хамски разговаривал с нашими калмыками. Поэтому говорю о том, что коллаборационисты, предатели, да нет, конечно. Я вот лично и многие мои друзья и знакомые, мы не даемся в эти подробности. Для меня они калмыки. У нас здесь присутствует тетя нашей одной участницы, профессор Самарского университета Чатырова Любовь Борисовна. Она именно задавала вам эти вопросы. И она сейчас попросила слова, чтобы так бы прокомментировать также эти вопросы и ваши ответы.
Ну, во-первых, я хотела порадоваться за наш калмыцкий народ, что калмыцкие девушки за рубежом такие активные, создали эту группу и очень много всяких интересных мероприятий проводят. Я их смотрю и радуюсь. Вот. Ну, значит, по поводу этих вопросов, собственно, задавала их не я, а задавала Оксана из Италии, из Вероны. Я тут только слегка отредактировала. Я хотела бы здесь сказать по этому поводу следующее. Ну, во-первых, вот среди тех книг, которые были названы Геннадием Корнеевым, к сожалению, не была названа книга очень важная, очень глубокая. И при всем уважении к Андрею Тюрбеевичу, я считаю, что книга Эльзы Баир-Гучиновой, она должна быть обязательно прочитана всеми членами диаспоры. Почему? Дело в том, что Эльза Баир антрополог, она прожила целый год целый в Соединенных Штатах, и, что называется, методом включенного наблюдения, это был 98 год, то есть больше 20 лет назад, она еще застала тех людей, которые важны, мнение которых очень важно для понимания того, что, собственно, в чем суть коллаборационизма-то и заключается, потому что это вопрос на самом деле очень травматичный и до сих пор неразрешенный. Интервью с Арбаковым, то есть тем человеком, который ушел, потомки которых продолжают жить, и я вам очень советую. То есть он как бы там пытается себя оправдать, но это как бы отдельная тема. Вот. Я с ним встречалась лично в Америке, тоже разговаривала на эту тему, кстати, да, еще застала его живым. Эта тема не до сих пор не исследована толком. Когда Бучинова опубликовала эту книгу в 2004 году, ее наставник, профессор Убушев, он сказал: ну, тебя проклянет твой народ. Типа не надо это поднимать. И на самом деле это неправильно, потому что невозможно это скрыть. Я так считаю, что мы в конце концов получили этого Штыгашева несчастного. Вот. Поэтому и с коллаборационизмом, и с отношением первой и второй волны все не так просто. Понятно, что Геннадий Корнеев и Ларий Наранович ну, за единство, чтобы мы, так сказать, я тоже за единство. Но отношения, и вот по интервью, которое она делала с представителями первой и второй волны, видно, что вот на первой стадии там они относились к этим как к советам неграмотным, необразованным и так далее. Более того, я сама, собственно, была много раз, год была в Штатах по программе тоже Фулбрайт, и несколько раз была. Вот. То есть тот факт, что в Хауле целых 3 хурула было, то есть в этом проявляется наша устная принадлежность, да? Это говорит о том, что... По-моему, там их было 5 даже в Хауле. 4 было, а потом на данный момент 3. Вот. И в конце концов они объединились под руководством досточтимого Телотулку Ринпоче. Так вот, значит, да, отношения складывались очень сложно. Я думаю, вам стоит это почитать. Но в конечном итоге, конечно, как только появилась третья волна эмиграции, старая эмиграция сплотилась. А вот в 2006 году я была на Цаганданс в Филадельфии. Тогда возглавлял эту Калмык Бразерхуд Шон Чурюмов. Я захожу в этот ресторанчик, он говорит: вот тут наши сидят слева, а тут ваши сидят справа. То есть третья волна. Это 6-й год. В 2015 году я тоже была на Цаганданс по случаю интронизации Телотулку Ринпоче, который стал религиозным лидером всей этой калмыцкой общины. То же самое. То есть старые иммигранты здесь, наши иммигранты здесь, и connections между ними, ну, очень-очень слабый. То есть о чем это говорит? С одной стороны, это говорит о том, что да, мы калмыки, а с другой стороны, тот факт, что они так долго жили внутри американской культуры и отчасти ассимилировались туда, а мы жили внутри российской культуры, ассимилировались там, это, собственно, фактор своего рода дезинтегрирующий. Почему это важно? Потому что присутствующие здесь живут в разных странах. Вот. И для того, чтобы сохранить единство, надо, наверное, какие-то механизмы новые изыскивать. Ну, можно, конечно, закрывать глаза, что это дезинтегрирующий фактор, но это не так. Ну и по поводу Геннадия, простите, не знаю ваше отчество, ну, вы просто гораздо моложе меня, поэтому я, наверное, имею право называть вас по имени. Я часто и подолгу общалась с Алексеем Иванчуковым, который вот родился в Болгарии.
Дело в том, что калмыки, по крайней мере, болгарская диаспора, они не во время расцвета там Адольфа Гитлера и так далее. Они туда бежали, как только узнали о том, что надвигаются советские войска. Вот тогда они все ринулись в американскую оккупационную зону и, собственно, оказались в этих лагерях. Он очень много рассказывал о том, как он ходил в гимназию, какие проекты были просветительские, как калмыки потом позабирали своих детей. Фактически он и Евгушев закончили эту гимназию. Ну, тоже отдельная история о том, как отношение к образованию старых калмыков и у новых калмыков. Спасибо большое. У нас еще есть комментарий от Нюдли Араевой потом на этом же, по этому же вопросу. Нюдля у нас работает в университете и тоже как бы с этой ситуацией знает. Да, Нюдля, пожалуйста, комментируем. Да. У нас еще здесь Эльвира Чурюмова, возможно, у нее тоже будут какие-то комментарии. Здравствуйте. Всем. Я хотела бы пояснить, я живу в Массачусетсе, в США, то есть я представитель там третьей волны, можно так сказать. То есть вот именно по этому вопросу, который был задан по поводу коллаборационистов, да, какое отношение было, и то есть я в этом духе хотела бы немножко развить. К сожалению, я хочу сразу сказать, что у меня не было возможности напрямую встретиться с представителями того поколения. Я очень хотела бы, да, напрямую поговорить, но, к сожалению, они уходят и так далее. Вот. Я хотела поделиться, что несколько лет назад я вот заинтересовалась этой темой и откопала, к сожалению, не могу найти сейчас, не могу точно сказать, какой источник. Это была какая-то диссертация, научная работа, написанная на английском языке или на русском, я вот даже не помню, историка. И, кстати, там вот, где он говорил о второй волне иммиграции. И было, мне, например, когда я читала эту работу, было интересно, как он объяснял, почему калмыки ушли, допустим, да, стали сотрудничать с Германией. Он это объяснял так, что те люди, которые во время первой волны иммиграции не успели, не смогли по каким-то причинам уйти, но они остались в Калмыкии жить, но они не приняли идеологические новый режим, то есть это вот опять-таки говорили о том, что они понимали, это была интеллигенция опять-таки, да, то есть наиболее там просвещенные люди, представители калмыков, которые понимали, что им эта коллективизация, советский строй несет, и вольным калмыкам, которые привыкли иметь, то есть калмыки, как кочевники, как представители кочевнической культуры, могли выжить, если они имели какой-то скот свой. И когда пришла советская власть, которая вот эту вот саму основу такого строя пыталась изъять и говорить, что надо все коллективизировать и оставить калмыков без скота, то есть это обрести их на бедноту. Вот. То есть они это понимали, но они остались, они не смогли убежать, не смогли покинуть. И то есть они... Там он так говорит, интересно, что они ассимилировали, они быстро восприняли идеологию, они пошли учиться, даже были направлены в какие-то партийные педагогические институты в Москве в 20-е годы, в конце 20-х годов, выучились на, допустим, на учителей, приехали назад и работали в образовании даже, да, в школах Калмыкии. Но тем не менее, вот это вот потайное идеологическое несогласие с режимом, оно осталось. Когда пришли... Когда Калмыкия была оккупирована, то есть вот у меня такой еще был и вопрос с этим. То есть Германия, они проводили очень умную, тонкую политику в отношении меньшинств на территории Советского Союза. Вот, и об этом, ну, понаслышке я вот слышала о том, что они очень хорошо, ну, то есть не зверствовали в Калмыкии по отношению к калмыкам. И это был тот факт, что они как бы обещали калмыкам, если вы станете на нашу сторону, там, то есть мы хотим вас избавить от коммунизма. В принципе, так и было, они хотели избавить от коммунизма. Про незверствовали, у меня личное мнение, нашу с Лариком, жену нашего деда, лично немцы повесили в Элисте, как показательная казнь, поэтому, Нюдля, please be careful with your words, okay? Нет, ну, да, это я опять говорю. О том, что это умная и тонкая политика, мы не можем здесь говорить, ни в коем случае. Ну, у меня такое мнение, вот как бы было, Нет, что... на самом деле, да. На самом деле они очень хитро себя вели. Вот, допустим, даже они, когда уже пришли в Калмыкию, они уже были готовы учебники на калмыцком языке. То есть немцы готовились. Это, во-первых. Во-вторых, второй момент. Там кто-то грамотно написал, что доктор Дол, радист и водитель втроем быстро победили в Калмыкии всю советскую пропаганду.
Это о чем-то говорит. То есть они разрешили молиться, они открыли там хурулы, пожалуйста. Да? То есть они сразу же дали понять. Поначалу калмыцкое население встретило настороженно немцев. Ну, как это обычно будет. Но они своими вот этими действиями расположили к себе многих. Тем более, что у многих были репрессированы родственники и прочее, прочее, прочее. И, как вы говорите, те же грамотные люди, которые... Ну, кто-то пошел, война все дерьмо поднимает наружу. Конечно, кто-то и пошел и по своим личным каким-то. Ну, очень многие, еще раз говорю, пошли именно именно против, не за немцев, а против советской власти. Вот поэтому они пошли. Я не считаю, что они немцев считали прям своими такими союзниками там какими-то, да, хотя калмыцкий крыльский корпус имел статус союзной армии, это что интересно, да, у немцев. Тем не менее, вот вы правы в этом, да, они проводили более грамотную политику, такую хитрую, да, но в то же время говорить о том, что они известны, они, допустим, да, они в каком-то момент, да, допустим, если они калмыкам разрешали на праздник, вот на Зул, они как-то рассказывали, с оружием калмыки ехали и стреляли по улице Ленина, и потом поехали по Лермонтову, вот в сторону Хурула старого, да, сейчас там ламы живут. Они ехали и стреляли, немцы стояли в оцеплении и не трогали их. То есть, как бы они показывали, ребят, вы другие, вы для нас, вы выше других для нас, да, то есть для многих, когда неграмотное население, ну, как бы там ни было, калмыки тогда малограмотные были, очень многие русского языка не знали. Для них это было очень такой, как бы, толчок, да, для того, чтобы они все-таки немцам в какой-то степени поверили. Да. Но не думаю, что... Конечно, немцы бы потом гайки закрутили однозначно, да, если бы победили. Но на тот момент они сработали, как вы правы, они сработали очень грамотно. И да, в этом тоже большая доля того, что наши пошли за них многие. Я, конечно, нет. Спасибо. Геннадий тоже после Нюдли хочет добавить. Мнение, и вот как бы это просто то мнение, которое я лично для себя, для меня это был вопрос. Кто задал этот вопрос, я не знаю, но я как бы очень интересный вопрос был, кстати. И для меня лично, да, как бы для многих из нас, да, как бы как это вот, да, вот как бы примириться с этим. Мы были продукты той советской идеологии, да, выросли в Советском Союзе и так далее. Для нас это всегда было как бы, не знаю, вот Ларри говорил, что он как бы тогда уже вот как бы ну, немножко критически на это смотрел. Я была очень, ну как бы продукт советского воспитания, да, и говорили о том, что это предатели. Вот. И когда я вот позже уже, да, буквально несколько лет назад нашла в интернете такой вот источник, мне было просто интересно. Поэтому я хочу здесь поделиться, и для меня это как бы, ну, опять-таки, почему я как бы вспомнила про это, потому что когда мы ищем ответы на какие-то вопросы, те ответы, которые, как говорится по-английски, make sense, да, то есть действительно отвечают каким-то нашим вопросам, может быть, действительно мы начинаем, прислушиваться, да, в этом что-то есть. То есть я просто вот как бы, я опять-таки, я ничего не хочу сказать, я просто вот выразила, для меня лично вот как бы вот такое вот мнение было сформировано после прочтения этого источника. Спасибо, Нюдля. Гена, пожалуйста. Да, я бы хотел добавить, что иммигранты второй волны это были люди совершенно, в отличие от иммигрантов первой волны, просто не согласных с советской властью. Эмигранты второй волны, которые ушли вместе с немцами, либо просто пересекли линию фронта, они имели много различных причин на это. К примеру, вот есть известная история об уничтожении 3-го Донского калмыцкого полка в 20 году, когда его не забрали, не посадили на пароходы, и весь практически обоз был вырезан, а те молодые ребята, которые были, а 3-й Донской калмыцкий полк был практически весь молодежный, он был из молодых ребят, они были частично вырезаны, а частично рекрутированы в Красную армию. И после того, как эти люди оказались на фронтах уже Второй мировой войны, они просто при удобном случае встали и ушли туда, куда, собственно, они стремились уйти. И эти люди, их было довольно немало. И более того, я вот в рамках работы в проекте Кембриджского университета разговаривал с массой людей и спрашивал их, тех, кто был свидетелями немецкой оккупации, спрашивал, почему же вот такое было неприятие как бы родной, скажем, советской власти и вот стремление перейти куда-то на сторону. И большинство из тех стариков, которые были, Эльвира Чурюмова, присутствующая здесь, не даст соврать, говорили о том, что
прежде чем фашисты зашли на территорию Калмыкии, была эвакуация скота, и калмыки остались вообще практически без еды. У них насильно отбирали все, что у них было из имущества, и перегоняли на территории за Волгу, туда, на территорию Казахстана и так далее. То есть получается, что люди просто из неприятия советской власти, отнявшие у них вообще возможность к существованию, многие уходили. Здесь вот как-то однозначно все-таки сказать очень сложно. А что касается поправки Любовь Борисовны, добрый вечер, хочу вас поприветствовать отдельно, мы с вами в нескольких группах состоим вместе. Здесь есть еще один вопрос, он был четвертым у нас. Назовите, пожалуйста, источники о жизни калмыков первой и второй волны миграции в Европе с 20-40-х годов. И как раз-таки книгу Эльзы Байыргучиновой «Калмык Road» я хотел назвать именно вот так, отвечая на четвертый вопрос нашей встречи. Но вы уже сказали о ней. Ну что, нужно добавить, что было еще ряд журналов различных. Ну, это давайте уже, подходя к четвертому вопросу, это обсудим. И, в принципе, что нужно сказать? Ну, наверное, действительно, причин было очень много у каждого человека. Кто-то уходил, так как не смог уйти в первую волну, кто-то уходил не согласия советской власти, кто-то уходил на зло, в отместку за то, что их лишили возможности жить. Кто-то помнил красный террор во время гражданской войны и ненавидел советскую власть, но не мог ничего сделать, ибо границы были закрыты. То есть вот вторая волна, она все-таки более такая неоднозначная, здесь очень сложно сказать. Это были практически у каждого были свои причины на то. Ну вот, например, говоря о второй волне, вот наш досточтимый Талутул Куринпаче, это как раз-таки ребенок вот от брака иммигрантов первой и второй волны. Так что тут вот вопрос о том, что насколько они взаимодействовали или не взаимодействовали, в принципе, он тоже весьма открыт и не совсем четок. Так что, ну, тут множество различных. Я бы еще хотел, я бы хотел по поводу вот источника, если уже четвертый вопрос фактически задан, ты озвучил его, да, Ген? Да. По поводу четвертого вопроса, по поводу источников, я хотел бы одним из источников назвать, и большое спасибо ему сказать, чтобы люди знали, у Намзыт Парсунков есть такой, да, живет в Дижоне, по-моему, во Франции. Это наш парень из Калмыкии, третья волна, так скажем. Вот он очень сильно помогает, он по архивам там бегает во Франции, кстати, там, говорит, намного легче, чем в России, да, тут столько надо разрешений, прочее, там все это легче. Поэтому даже вот, Олег Минаев ему большой привет передает и спасибо за то, что он помогал и в книге Зюнгарцев, да, очень большую работу провел. Поэтому там не только источники здесь архивные и прочее. У нас есть источники и из Франции, из Европы, да, благодаря таким людям, как Намзыт Парсунков. И, кстати, пользуясь случаем, хотел бы сказать, что готовится к выпуску, как сказал наш Олег Минаев, новая книжка «Зюнгарцы», дополненная, потому что нашли еще около 900 фамилии участников этого полка, представляете, да? И было изначально где-то 1200 с чем-то, да? Сейчас уже более 2000. То есть работа ведется. Пока я как бы не забыла, давайте тогда после встречи, если вы можете, Гена, нам пришлите полностью список литературы, мы поделимся в своей группе, и я вижу, что есть уже большой интерес ко всем источникам, и будет очень полезно нам узнать. А сейчас я бы хотела предоставить еще слово Эльвире Чурюмовой, нашей тоже землячке, она работает в Кембридже и тоже занимается историей, поэтому я думаю, нам будет очень интересно ее послушать. Эльвира, если можно, с камерой подключитесь, пожалуйста. Добрый вечер или добрый день. Спасибо, Гена и Ларри Наранович. Да. Спасибо вам за лекцию. Да, с Геном мы знакомы, он немного работал с нами на калмыцком проекте, который, наверное, многие вы знали, видеопроект. Но спасибо за тему, но я думаю, что эта тема иммиграции, она очень, очень большая. Много аспектов есть, которые до сих пор мы, наверное, не знаем. Но я бы хотела обратить внимание на недавно вышедшую книгу Елены Ремелевой. По-моему, она называется вот «Калмыцкая миграция». Вышла в этом году книга. «Пропавшие караваны калмыцкой степи». Правильно, да. И она в этой книге, она, в принципе, использовала периодические издания, которые калмыки издавали.
в 20-40-е годы. И я думаю, что, может, в будущем стоит ее пригласить сюда, к нам на встречу, на Zoom, чтобы она рассказала. Ну и еще интереснее тем, что, как вы знаете, ее дядя, вот был знаменитый кейс, дело, по которому калмыкам разрешили мигрировать в Америку в 1951 году. Вот хотела бы поправить Гену, что калмыки все-таки эмигрировали в начале 1952 года в Америку. То есть сразу с декабря месяца 1951 до весны 1952 большинство калмыков уехали. Ну и затем уже присоединились другие калмыки, французские калмыки в 50-х годах уехали тоже в Америку. Да, и еще бы, я немного тоже изучала эту тему, особенно касательно жизни калмыков в лагерях для беженцев или перемещенных лиц в конце 40-х годов. И по материалам, которые я видела, все-таки смешение двух волн существовало, потому что были браки. То есть те калмыки, которые пришли второй волной, в большинстве своем мужчины, они как бы брали в жены детей, там, тех родившихся девушек, женщин, которые родились в эмиграции уже, в Европе, в Сербии или во Франции. Ну и основную роль, конечно, играли, я думаю, что для объединения группы религия играла важную роль, кроме тех лам, которые назвал Гена, Меньков, Брульдинов и другие, были еще многие. Я насчитала где-то 14-15 лам было в лагерях. И калмыки очень ценили их, и когда при эмиграции они уезжали группами, и каждая группа как бы поручалась за какого-либо ламу, и они их старались привозить с собой. То есть религиозная жизнь была очень важна для них. Ну и по количеству иммигрантов все-таки их было очень мало. Да, это очень было малочисленное, очень мало было беженцев калмыков по сравнению с теми группами беженцев, которые мы все знаем, там евреи, русские и другие, да, этнические группы. Калмыки были самыми малочисленными, и они были одними из самых последних, кто остались в лагерях, потому что, как вы знаете, никто не хотел, ну, их ни одна страна не принимала, ввиду того, что они были азиатами, то есть азиатская раса, в Америку они тоже не могли уехать. И вот это дело Ремелева, даже Ремелева и Самсона Ремелев, они решили, скажем, судьбу калмыцкой эмиграции, которые смогли уехать в Америку. Ну, а по Южной Америке я вот Гена не знаю точно. По-моему, насколько я видела, никто из калмыков не уехал в Южную Америку. Вот, может быть, ты можешь дополнить. У нас еще несколько вопросов. После этого здесь уже подняли руки. У нас вопросы будут по очередности у Ларисы Ивановой, потом у Нюдли Аравы, у Геляны Недюлиной, да, и у Айнура Шимон в такой очередности. Ген, А там еще остались вопросы? Да, еще В было Южной несколько. Америке было несколько человек из коллаборационистов, которые уходили вместе с частями вермахта, эвакуировавшимися по линии Одесс. И это реальный факт, который в архивах отражен российским. Ну да, я потом тебе напишу. Ген, давайте следующие вопросы тогда. И как бы в очередности запомнили, девочки, подключаетесь и задаете. Ну вот из того, что мне прислал Ларин Наранович, уже, в принципе, вопрос по списку литературы мы уже в общем чате написали, что мы позже его озвучим, да? Ну, давайте тогда просто уже к конкретным вопросам людей, которые мы будут задавать. Хорошо, тогда Лариса, Нюдля и Геляна, пожалуйста, в этой очередности. Я все также о своем дедушке, прадедушке двоюродном хотела бы спросить. Это был Петр Дзевзинов. Джавзинов, да, произношение, пишется Дзевзинов на английском языке. Он эмигрировал в 20-х годах. Сначала в Югославию, а потом оказался в Америке. Вот. И я бы хотела спросить... Как вы думаете, почему он изменил фамилию? Потому что у него была фамилия Петр Дживаков, и потом он стал Джавзинов. Вот. Затем второй вопрос.
Может быть, вы встречали какие-то материалы в Тегеран, потому что, ну, когда я приехала в Америку, я стала изучать все материалы по поводу своего прадеда. И мне сказали, что его жена Саня Джавзинова приезжала на вот празднование Джангара, и в то время она привезла все документы, которые он писал весь, у меня она есть, вот, а остальных работ нет у меня. И мне прислал Бен Мошкин. Вот, Саня оставила все фотографии и все документы там. Это второй вопрос. И третий вопрос. Так, забыла третий вопрос. Надо было записать. Ну, давайте хотя бы вот эти два вопроса ответьте, пожалуйста, я вдруг вспомню третий. Да, действительно, Петр Джевзинов был иммигрантом первой волны, и его работа, одна известная работа «Воспоминания о гражданской войне», она в открытом доступе в интернете сегодня есть. Что касается смены его фамилии, то здесь не совсем все четко. Насколько я это понимаю, смены фамилии не было. Была просто путаница с калмыцкими фамилиями в царской России, а потом в советской России. Джевзинов происходит от слова «джицун» тибетского, или как это перевести-то? Ну, в общем, святой можно переводить как владыка, чистый там владыка и так далее. Это тибетская фамилия и слово тибетское, ну, вероятно, кого-то так звали, почему он и взял эту фамилию. А вот что касается его разночтений в фамилиях, то я думаю, что они хотели... Он довольно маленьким ведь покинул Советскую Россию, ему было... Да, где-то подростком, наверное, потому Да, что ему он было лет... учился в кадетском корпусе в Чехословакии. Да. Также он был футболистом, как вот Ларри отмечал, в одной из команд Чехии. Даже есть фотография у меня. Вот, да, и был юным. Ну вот много данных есть действительно в этой книге, о которой Эльвира говорила, и другие. Это Елена Ремелева, «Пропавшие караваны калмыцкой степи. История эмиграции». Если вам интересно, то эта книга есть в продаже, вы можете ее взять. Есть фотографии Джевзинова, вот в этой книге есть какие-то упоминания о нем. Ну и что можно сказать еще? Действительно, в архиве Тегерана его работы есть, но в то время, когда я работал там, я не имел туда доступа. Наверное, сейчас это еще сложнее сделать, но тем не менее те историки, специалисты, которые там работают, я думаю, что они смогут получить туда доступ, и если будет надо, давайте я попробую поговорить и попросить, чтобы потомкам какие-то копии хотя бы, может быть, предоставили. Попросите, пожалуйста, это моя, да, просьба. Вот. А затем у меня племянница списалась с автором книги, который написал, опубликовал, мы купили эту книгу, в которую вошли вот воспоминания моего прадеда. И он написал, что да, мой прадед тоже проживал в Германии и работал на калмыцком радио. Может быть, что-то поподробнее об этом радио вы знаете, что-то. Вот. И да, и он помогал всем беженцам калмыков на территории Германии. Что это за радио было, да, и какая функционал, да, его был? Так, ну что, надо сказать об этом. Шамба Балинов, известный калмыцкий деятель эмиграции, люто ненавидевший советскую власть и боровшийся с ней всеми возможными способами, действительно открыл, уже будучи в Германии, организацию Хальмыктан Чинтук, и Калмыцкий национальный комитет, это весной 1943 года прямо активно стали они издавать журнал «Хальмык», который назывался.
И калмыцкое радио, которое было в Германии, это было радио «Винетта», которое было организовано по инициативе немецкого министерства пропаганды и организации Хальмык Тангчинтук. Вот такими радио занимался Геббельс. Практически все народы Советского Союза, которые находились в оккупации, имели вот представителей в таком радио, и где говорили, ну, об этом очень подробно написано в журналах калмыцкой эмиграции, и журнал «Хальмык», и журнал «Тегиночин», и журнал... Да, вот «Хальмык» и «Тегиночин» — это два основных журнала, которые издавали уже, живя в Германии, калмыки. Вот. А также есть очень интересная статья Араша Бурманжинова, она в открытом доступе, «Калмыки в США. 35 лет спустя» называется. «Калмыки в США, двоеточие, 35 лет спустя». Он очень подробно описывал исход, описывал те волны, из каких стран, когда переезжали на территорию Германии и так далее. Ну вот это очень хорошая статья, причем человека, который практически очевидец этих всех событий, поэтому... Ну, тут вот есть, когда документальные подтверждения, я думаю, повторяться нет смысла, тем более, что все в открытом доступе. Хорошо. И вот еще один вопрос. Вы, может быть, мне просто, когда мама рассказывала по рассказам бабушки, что он был ламой. Ну, я, когда сюда приехала, в Америке, он не был ламой. Может быть, где-то в каких-то источниках указывается, я не знаю. Есть список тех духовных лиц, которых восстановил Олег Минаев. По-моему, там фамилия Джевзинов есть. Я вот сейчас не могу сказать, Вот. но можно спросить Олега Минаева. У него есть очень хороший подробный список и даже краткие биографические сведения. Даже многих фотографий есть. Спросите, пожалуйста. Хорошо. Потому что, да, вот мне мама рассказывала, что он был ламой, а потом, когда я сюда приехала, мне американцы говорят, что здесь он же на территории Америки не был ламой. Видимо, он снял свой сан и женился, и жена была намного младше него. Вот, поэтому, видимо, он поздно женился здесь, в Америке уже. Я так Учитывая думала. то, что он уходил совсем маленьким ребенком, я думаю, что он мог быть послушником, а потом. Ну вот Олег Минаев более подробно скажет, потому что он этим отдельно очень хорошо занимался, и я думаю, что жаль, что его нет здесь, если честно. Да, жаль. Спасибо большое. Вы мне очень хорошо помогли. Дальше пойду Саня переводить. Сори. Да, у меня... Алло? Да. У меня вопрос, Полина объявила, что я могу сейчас задать свои вопросы. У меня несколько вопросов, сейчас тоже сейчас прочитаю. Первый, вот очень интересная, кстати, была ваша презентация, спасибо большое, очень интересная беседа. У меня такой был вопрос по ходу вашей беседы, когда вы рассказывали об этом. Цифры об эмигрантах в США из Европы. Есть ли какая-то цифра, вот вы упоминали, вот второй волны эмигранты, да, из США, из Европы в США. Вот в 50-е, 52-м или 53-м году, когда калмыки эмигрировали в США, есть ли какие-то цифры, примерно сколько человек эмигрировало? Мне вот интересно. Второй вопрос. Когда вы давали характеристику третьей волне иммигрантов, ну, практически, можно сказать, США, допустим, если мы говорим о США, то я бы хотела, ну, не только в США, во многие страны, я бы хотела немножко все-таки не согласиться с вашей характеристикой, что это были все экономические причины. Я считаю, что здесь можно говорить и о политических причинах тоже. И очень много кейсов, когда люди обращаются по политическим вопросам и получают разрешение на убежище. Я думаю, что не стоит это тоже так вот как бы, ну, фактом. И говоря об этом, говоря о той ситуации, которая в России складывается, да, вот как бы по отношению к нацменьшинствам, я думаю, что все-таки было бы не совсем правильно говорить, что это только экономические причины. Это мое такое мнение, вот как бы хотела бы просто поделиться. И третий вопрос именно к вам, Ларри. Значит, вы говорили, что вот вы рассказывали очень много по вашему исследованию по спортсменам, да, среди иммигрантов и так далее. У меня такой вопрос. А вот почему именно футбол? И почему калмыки достигали, как вы считаете, таких очень
маленький народ, там, да, по сравнению там, с теми же другими, наверное, мигрантами из других национальностей в Восточной и Западной Европе. Почему именно футбол и почему калмыки? То есть было ли у нас, можно ли догадываться, что у нас в то время был развит футбол в Калмыкии, я не знаю, до 20-х годов, 20-е годы. Почему именно так? Вот? Или это просто как бы один из тот спорт, который на тот момент был популярен, и калмыки в нем преуспевали просто по своим физическим данным? Я просто вот как бы хотела это узнать, вот такой феномен. Еще один вопрос у меня, сразу так спешу, сразу. Когда мы говорили, вот Любовь Четырева называла, что было... Нет, не Любовь, забыла, извините, предыдущий Эльвира. спикер. Эльвира говорила о том, что было 15 лам из Европы, которые эмигрировали в США вместе с нашей общиной. Значит, у меня такой вопрос. Я знаю, что никому, это не секрет, что среди нашего калмыцкого населения, среди нашего нового поколения калмыцких лам, которые, или вот, священнослужителей, которые получали образование там в Бурятии, в Индии, да, вот уже в 90-е годы, очень, очень много людей, которые перестали, сняли с себя духовный сан и стали мирянами. Был ли такой феномен вот в те годы, допустим, среди, вот мы говорим, 15 лам эмигрировало в США в 50-е годы. Был ли такой феномен, наблюдался ли он также и повсеместно, и, возможно, наверное, такие же были причины? Выжить, там, я не знаю, какое-то что-то. То есть вот такие вопросы. Ну, по первому, значит, я не говорил, что только по политическим мотивам. Я сказал, что первые две волны были политические, третья экономическая. Ведь в первых двух волнах назовите хоть одного, кто по экономическим причинам уехал. Все по политическим, правильно? А назовите мне в третьей волне, кто по политическим уехал. Ну, наверное, больше 95% по экономическим. Все-таки. Наверное, из этих нескольких тысяч, которые сейчас пересекли границу, уехали жить там в Европу, США, я не знаю, сколько человек по политическим? 20? Я не знаю, 30? Ну, я же говорю об этом, потому что это капля в море, так скажем. Поэтому в основном это экономическая волна, как бы там ни было. Там есть, конечно, по политическим мотивам, но знаете, если бы их было бы сотни тысяч, мы бы об этом знали. Их не так много, это долгий процесс, кстати. Легче взять визу в США, поехать на учение к Далламе, как делали раньше, и там остаться. Да? Но это же не политический. Ладно. Второй момент по поводу футболистов. Я тоже задавал себе этот вопрос. Да? Ну, кстати, у нас тоже футбол развивался и в советской Калмыкии, так, после 20-х годов, там тоже в 30-е годы, тут команда, «Спартак» была в Элисте, там популярная и прочее. Мне тоже этот, я бы сказал, феномен интересен. Наши калмыки, которые скакали здесь на лошадях, там сабли махали и прочее, да, попав туда, наша молодежь, это ребята, которые фактически детьми, подростками туда попали, в Европу. Они так очень успешно, что, наверное, это все-таки какой-то талант нашего народа. Извините меня, выиграть Кубок Чехословакии среди учебных заведений, это, да, там всего его народа, да, это они не просто научились мяч пинать, они его научились очень хорошо играть в футбол. И потом люди из этой команды попадают в сборную Чехословакии. Я еще раз говорю, это не сборная Люксембурга, это не национальная команда там какой-то маленькой страны. Это был очень серьезного уровня футбол в Европе. В 30-е годы чехословацкий футбол был очень высокого уровня. Это фактически как сейчас немецкий или французский футбол. Да? И попасть в сборную команду, это нужно великий талант иметь. Я тоже над этим вопросом задумывался. Извините, я себе ответа на этот вопрос не нашел, поэтому на вас я не могу ответить. Я считаю, что это талант, наверное, нашего народа. То есть была возможность, они ее воспользовались, и они показали свой талант. И тоже Жан Жаркаев, да, который капитаном сборной Франции был, и там Юнзуков, который играл в Тулузе, там еще кто-то там, я не могу сказать, почему так получилось. Да? Почему у нас в Калмыкии таких были единицы. Там Ваня Котенов, который играл там в Кубани, там в Факеле, Воронеже, в высшей лиге. Там еще. Там
целая плеяда чуть ли не, да, вот не выросла. Вот ну, я не знаю, может, просто я считаю так, была возможность, они эту возможность использовали благодаря своему природному таланту. Спасибо. И вот у меня еще первый вопрос был. Есть ли цифры, может быть, Геннадий может среди встречался с цифрами? Я, честно, я по цифрам не знаю, сколько, может, Гена знает. Конкретных цифр, к сожалению, нет на сегодняшний день. Я могу сказать, что по цифрам где-то, если в первой половине 1951 года уехали где-то 600 человек, то дальше к концу года уехали около 1000. То есть можно сказать, что первая, вторая волна 800, 900, ну, максимум 1000 уехали. Первая, вторая волна. Первая, вторая волна, да. Максимум сколько? 2000? Максимум 1000. 1000. Максимум 1000 за 2 волны? Да, да. Ну тогда вы имеете в виду 2 волны во время 50-х годов? Да, в начале 50-х. Можно я в 80-е годы слышал примерно от отца, когда он этой темой занимался, там я спрашивал, он говорит, примерно калмыков там, говорит, 1500. Ну, такие слухи были. Ну, я не знаю, это может быть, у нас же есть такое, мы можем немножко преувеличивать, но, ну, 1500, вот такую цифру у меня была, в голове крутится. Не знаю, это вот именно когда они туда попали. Потом они, наверное, ассимилировались, меньше стало каким-то образом, но на тот момент, да. Любовь Николаевна, пожалуйста. Да, здесь, я бы, прошу прощения, я бы здесь заметил еще, что часть все-таки была насильно возвращена Советскому Союзу, и те, кто не сумел перейти на территорию подконтрольную Соединенным Штатам, я не знаю, какое было количество их, но часть была возвращена Советскому Союзу. Кстати, Гена, там был вопрос по эмиграции, там ты не зачитал этот вопрос, по эмиграции. Сколько вообще уехало из Калмыкии? То есть не важно куда, там не за границу, в Москву, там куда, там примерно есть какие-то. И ведется ли такая статистика? Там такой вопрос был, я помню, да? Да, но я не знаю. Статистика должна где-то вестись, но вряд ли ее так озвучат. Ну, я не знаю, у нас люди говорят, чуть ли не треть уехала, да? Я не думаю, что треть, но достаточное количество уехало на заработки. Давайте закончим этот вопрос по первой и второй волне. Сейчас Любовь Николаевна выскажется, потом у Геляны был вопрос, и потом уже перейдем, вот Эдик тоже. Хорошо, только Илья Борисовна, а не Николаевна. Значит, Борисовна, сори. Да, ничего страшного. Вот точную численность выехавших из Германии в Соединенные Штаты Америки первую и вторую волну Нюдля вы можете восстановить. Поскольку у Алексея Ванчукова, моего друга, я сама лично видела эти списки, он работал в State Department. И у него знакомые были Homeland Security US. Короче говоря, ему знакомые из архива прислали, это же было в Нью-Йорке, прислали полные списки, сколько приехал тогда-то, там же не в один день они приезжали, тогда. То есть вы все это можете восстановить, обратившись к нему. Я, правда, не знаю сейчас, в каком он состоянии и так далее. Вот. Я надеюсь, что все документы, у него очень много всяких документов, я надеюсь, что его сын Саша Иванчуков передаст это все в Калмыцкий архив. И здесь я хотела уже к Геннадию обратиться. Вы, наверное, знаете, да, что калмыки первая, вторая волна, они передали все свои, многие из этих, и фотографии, и книги, и так далее, дневники, письма, передали в этот архив Радгерс University, Александр Лайбрери. И я просто предлагаю вам подать на Fulbright, чтобы, потому что там богатейший материал, то есть на многие вопросы там просто можно найти ответ. Потому что это богатейший материал. Да, Нюдля, если ты смогла бы, то было бы здорово, потом бы ты бы нам тоже рассказала. Я думаю, что Геннадий может, программа Fulbright работает, вы можете подать туда, это вполне реально. Так что вот, спасибо. Очень хорошее предложение, спасибо. Геляна, задавай, пожалуйста, вопрос, потом Айнура и кто-то еще у нас хотел. Добрый вечер. У меня как не вопрос, это немножко или дополнение, или немножко... А вот такая книга известна? Какая? Зависло видео. Deutsche und Kalmyken. Зависает видео. Геляна говорит про книгу Хоффмана. Хоффман известная. Да. Она переведена на русский? Да, есть переведена.
Ну, ясно. Все, у меня вопросы сейчас. Я просто там, когда про книги говорили, я подумала про книгу, и всё. Не-не, У интересная меня книжка. больше вопросов нет. Мгм, спасибо. Айнура? У меня такой вопрос возник. У нас тоже в семье у бабы в войну она попала в Германию, потом позже мигрировала в Америку. Но у нас, как в семье, насколько вот я знаю, всегда говорили, что их угнали. Угнали как рабочую силу. Просто слушая вас, у меня закралось сомнение про коллаборационистов, и как-то даже версия не проходила, что угоняли молодежь как рабочую силу в Германию. У меня вот такой вопрос. Я просто думаю, может, мне надо побольше пообщаться с роднёй в Америке. А, Моя бабушка и сестра, они умерли в 13 году, ну, как бы потомки есть. Да-да, действительно, угоняли как рабочую силу в Германию сначала, а потом кому-то удалось уйти, а кто-то был возвращен в Советский Союз. Таких много людей. До сих пор живые свидетели есть. Ну хорошо, значит, это такая живая версия. Все, спасибо. Да-да-да, Да-да, это это живая реально. версия. Мой дядя тоже был угнан также, только румынами, фашистскими румынами, потому что он был, ну, его брат старший хорошо умер до войны, он был директором школы и коммунистом, парторгом, а вот этот дядя был комсоргом, и поэтому его сдали, и он был, короче, угнан. Поэтому есть такая версия, так что не переживайте. Хорошо, спасибо. Ну, теперь вернемся уже к третьей волне миграции, к общему количеству людей. Я думаю, Эдик, ты хотел что-то сказать, пожалуйста. Эдик Балтыков из Москвы, общественный деятель. Многие вы его знаете. Сейчас я тут пытаюсь включить. Сейчас, минуточку. Да, я на самом деле хотел добавить по поводу первой и второй волн по количеству. Я же встречался в 93 году с Джабом Бурхиновым, а он как раз всю вот эту вот историю с эмиграцией в США, он там полностью ее знал, и он мне называл цифру в 1200 человек. То есть по его словам, 1200 человек изначально эмигрировала в США. И еще хотел добавить по поводу диаспоры во Франции. Есть кто-то из Франции здесь? Из Франции нет, сегодня никого нет, но мы как бы с ними на связи, если что, и как бы вот и на Ранланче, и в принципе я тоже общалась с представителями той второй волны иммиграции. Там есть, у них на самом деле есть федерация, то есть диаспора в виде общественной организации. И там есть несколько человек, которые возглавляют. Я там общаюсь с Николя Бадлаевым, это актер французский, он играл, ну, наш калмыцкого происхождения, то есть он уже потомок из первой волны. Он играл вместе с, ну, известная такая есть актриса французская, ну, есть «Братство камня», такой фильм. Актриса Моника Белуччи, да, с Моникой Белуччи он играл. Вот он сейчас там как бы возглавляет вот эту вот федерацию калмыцкую. Там женщина есть, которая сейчас уже покидает этот пост. А Николя, он как бы на ее место заступает. Ну, по крайней мере, у них там выборы. Как раз вот в это время шли, где-то перед Зулом были выборы. И они как бы достаточно активно, на самом деле, ну, вовлекают молодежь, нынешнюю молодежь, ну, потомков калмыцких иммигрантов, вовлекает в изучение калмыцкого языка, вообще в жизнь, то есть в праздники, в религию буддийскую и так далее. И на самом деле достаточно активно и в 90-е годы, и в наше время активно пропагандируют. То есть они там приглашали и наших танцоров, и как раз Николя, он, как он сказал Извините, мне... пожалуйста, вы можете опять назвать имя этого актера? Николя Бадлаев. Ну, вы наберите «Братство камня». «Братство камня», он там есть в числе актеров. Он не в главной роли, безусловно, но в одной из ролей
то есть вполне там играл. Вот, он как раз был одним из тех людей, как он мне сказал, который начинал промоутировать нашего певца Джангарчи Владимира Каруева. Каруева, да. Володю Каруева, он как раз организовывал его первые гастроли за рубежом, ну и там достаточно, скажем так, популяризировал, в принципе, вот весь этот принцип пения, который исполняет Каруев. Ну и вообще, в принципе, там они проводили фестивали калмыцкие, ну, то есть у них такая активная жизнь культурная, и они очень как бы, более того, они говорят, и, кстати, этот же Николя, он в свое время переводил материалы Джаба Бурхинова, когда Джаба номинировали на Нобелевскую премию. Я, кстати, этого раньше не знал, мне Джаба об этом не говорил. Вот, в свое время Джаба номинировали на Нобелевскую премию как раз вот после того, как репатриировали калмыков из Сибири на место проживания. Джаба номинировали на Нобелевскую премию. И он встречался, Джаб приезжал во Францию, встречался с президентом французской диаспоры на тот момент, и они как бы вот эти материалы переводили, готовили их там на французском и на английском языке. То есть это... плюс еще я встречался недавно с Валерием Ачировым. Валерий Ачиров – это наш герой Советского Союза. Он в 80-х годах, уже после того, как он стал героем Советского Союза и был уже депутатом Верховного Совета СССР, и одновременно он возглавлял комитет по... какой-то военный комитет, одним словом, я сейчас уже не помню название, одним словом, он занимался программой ОСВ-1, этой программой по уничтожению ядерного вооружения, и представлял СССР на переговорах в Женеве, а затем в США. И в Женеве он встречался тоже с нашими, тогда уже тетушки, они были уже в возрасте, он мне рассказывал, лет им было по 70 с гаком, они, значит, его очень торжественно встречали, рассказывали уже много исторических каких-то моментов жизни именно в Швейцарии. Затем в Штатах он в начале 90-х уже встречался с тем же Джабом Бурхиновым. И после этого тогда был министр обороны, не помню, короче, он с тогдашним министром обороны 90-х годов встречался, и по поводу как раз... встречался он в ресторане, сидели там Джордж и Барбара Буш, то есть калмыки хотели произвести впечатление, и арендовали ресторан там в Вашингтоне, и вместе с Барбарой и Джорджем Бушем были несколько калмыков, и в том числе Джаб Бурхинов. То есть, в принципе, как он мне говорил, калмыки такое достаточно весомое, влиятельное положение как в Штатах занимали, так и в Европе, несмотря на небольшое количество проживающих. Спасибо. Да, я слышал, в Америке калмыки там занимали и занимают, да, по крайней мере, занимали какие-то серьезные должности, да, в том числе и вот... В Пентагоне, я знаю. В Пентагоне работал, может. В Пентагоне, да, там в этом в Госдепе, по-моему, там, да, есть такие. Но нас слишком мало, чтобы говорить о каком-то влиянии, да. Все считали, что армянская диаспора многочисленная, очень влиятельная, но, как оказалось, она и не влиятельная очень, да, поэтому как бы... Самое интересное то, что вот правильно предыдущий оратор сказал, что в том плане, что вот, да, идут какие-то мероприятия, что-то идет, да, но вот для меня, кажется, это недостаточно. Вот я думаю, что одна из целей наших вот таких вот сегодняшней беседы в том, чтобы какой-то, может быть, совместно разработать какие-то вот методики для более такого тесного взаимодействия между разными калмыками, проживающими в разных странах мира. Да, я вот тоже хотела об этом сказать, что я думаю, что это не последняя наша встреча, а только первая. И вот я бы обратилась и к Геннадию, к Ларике, Любовь Борисовне,
к Эльвире, чтобы вы совместно как-то действительно выработали какие-то именно, ну, не дорожную карту, а именно какие-то рекомендации, которые мы бы следовали, допустим, ассоциации, созданные во Франции есть ассоциация, ее Кермен Шаргинов возглавляет, в Испании есть ассоциация, Инга Баваева возглавляет, в Венгрии, там, хотя всего несколько человек, они тоже очень активные, в Чехии. В общем-то, надо нам как-то делать типа Всемирного конгресса, как у монголов есть такой Всемирный конгресс. Почему бы калмыкам хотя бы не собраться, вот действительно не встретиться хотя бы и пригласить еще тех как бы здравствующих в уме людей, типа Ремелевой, типа, ну, хотя бы сына Иванчукова, и Бен Мошкин пока еще, так сказать, жив и может общаться. И я думаю, что это было бы только на пользу всем представителям и нашей третьей волны иммиграции, и вообще всем тем, кто интересуется историей. Сейчас еще у Нюдли есть вопрос, я так думаю, поэтому еще поднимайте руки, у кого еще, может быть, есть вопросы, и будем уже мы, наверное, завершать сегодняшнюю встречу. Я бы хотел сейчас перед этим вопросом добавить от себя, что, допустим, вот монголов ты сейчас упомянула, ну, мы тоже монголы, да, калмыки. Мы тоже можем входить, кстати, и в их структуры. Вполне вероятно. Вот сейчас, до 21 декабря, они хотят там открыть Международный монгольский культурный центр. Меня уже туда пригласили почетным консультантом, да, в этот центр. Почему бы нашим калмыцким ассоциациям туда не войти? Ну, пожалуйста, если ты нас ознакомишь с их документами, с их предложениями, мы, допустим, переписываемся с женской организацией монголок, живущих за границей, мы с ними как бы поддерживаем отношения. И обмениваемся опытом. Международный монгольский культурный центр, я думаю, это здорово. У них, они не хотят ни с кого деньги брать. Они сами будут это все доставать, эти деньги и прочее, и развивать нашу, то есть популяризировать нашу культуру. То есть это и нам нужно. Они калмыцкую тоже культуру, язык тоже должны будут популяризировать и прочее. То есть, ну, как бы какое-то внутри монгольского мира должно быть тоже какое-то сотрудничество. Мы не должны отделяться вообще, мы должны наоборот, даже монголы где-то могут нам и помочь, в том числе и в языке. Кстати, сейчас буряты интересную, у них тема такая, я тоже хочу эту тему поднять, Гена, слушаешь меня, да, по поводу того, что сейчас же в школах России какой-то второй иностранный же должен быть язык, там какой-то второй, да, и буряты хотят, есть люди, которые хотят предложить, допустим, в монгольских регионах, в том числе и в Калмыкии, мы должны сами предложить, чтобы это был монгольский язык, второй иностранный. То есть и он поможет изучать и свой родной язык, калмыцкий. Поэтому есть такие вещи интересные, которые можно, в принципе, продумывать на будущее. И по каждой теме можно делать отдельные вот такие вот конференции, да, по каждой теме. Да, правильно, потому что сегодня уже несколько очень интересных идей, вот и встреча с Ремелевой, и создание такой какого-то координационного, консультационного центра, это вот как Лена пишет Бамбаева, это хорошая идея, потому что у монголов действительно больше ресурсов, чем у нас отдельно, государственная поддержка есть. И Геннадий говорит, что так как мы сейчас говорим о взаимодействии и сотрудничестве, он возглавляет наш Центр родного языка и культуры, и он бы хотел просить поддержки центру. Я думаю, мы можем провести просто отдельную встречу, Гена, по поводу именно языка, потому что некоторые наши девушки из нашей группы, мы посещали курсы при Хуруле, которые были онлайн калмыцкого языка. Это отдельная тема, большая, больная тема нашего народа. Я думаю, что сейчас мы не будем как бы сильно углубляться сюда. Нюдля, пожалуйста, задавай свой вопрос. Да, я немножко хотела добавить, что нам, как меньшинству, народ, который вообще, которого очень мало, нам надо искать политических союзников, и Монголия в этом плане, нам без нее никуда, я думаю, что это моя просто как бы 3 копейки в этот вопрос. Такой вопрос, говоря о предложениях, вот хотела бы продолжить эту тему, я бы, ну не знаю, предложение такое, установить знак какой-то или табличку, памятную табличку в Белграде и в Праге, там, где был Хурул, допустим, вот Ларри рассказывал о тех годах, да, в Югославии очень так вот страстно говорил, что мы должны как-то знать эти места и так далее. Это как предложение там к местным властям, я не знаю, что-то надо сделать, ну, как бы это у меня возникло такое. Потом установить также, может быть, какой-то день памяти всех иммигрантов и калмыков первой и второй волны, которые погибли, которые все, ну, то есть, может быть, даже всех, я не знаю, вот как мы можем назвать этот день, но день, когда мы можем
ну, быть едины в этот день, да, не говоря о том, что они там шли там с беляками, как нам учили раньше, с немцами и так далее, да, вот я считаю, что что-то такое можно было бы хорошо и сплотить наши, как бы, все эти, все общины и так далее. И еще такой вопрос, когда мы говорили о путях эмигрирования, я хотела бы, вот у меня такой вопрос остался, Тайвань. Я знаю, что есть один, ну, был такой знаменитый большой лама, который создал большой центр в Малайзии, Цем Ринпоче. У него мама была калмычка, и она была принцессой, тургутской принцессой, и ее семья жила в 50-е, 60-е годы, ну, я не знаю, раньше, наверное, приехала, не знаю когда, на Тайване. Вот, он родился на Тайване. Потом он таким, ну, как бы с волей судьбы был усыновлен семьей калмыков в США. Вот та община на Тайване, и потом я как-то знакомилась с американскими калмычками, которые приезжали в 90-е годы еще сюда, и у одной из них был дедушка, он был главой какой-то ассоциации монгольских народов, и у них была связь с Тайванем. Вот Тайвань, и что, вот как бы, вот, что-то мне интересно вот еще, какие-то там связи есть, что было с Тайванем, почему именно на Тайване? Если у вас... Тайвань, это же, там эмигранты, это наши синьцзянские сородичи. Это после войны, когда Чан Кайши проиграл Мао Цзэдуну, с Чан Кайши многие синьцзянские айраты ушли на Тайвань. Это они, ну, как бы к Волге, к нашей Волге опосредованно такое отношение имеют. Мы говорим сейчас о сплочении калмыков, именно вот волжских айратов, или же мы говорим о всех айратах? Если мы говорим о всех айратах, то да. Если о волжских калмыках, то тайваньская диаспора к нам, ну, отношения не имеет сейчас. Просто Поэтому именно как благодаря бы... вот этому вот ламе, как ты говоришь, Нюдля, у него семья, которую вы усыновила, они родственники Джиджи Андреева, одного тоже из ведущих деятелей, которого мы сегодня не упоминали. И так как я общаюсь, естественно, с его семьей, то я вот была в Малайзии 2 года назад, и они мне даже как бы советовали и давали контакты именно с ним встретиться, с его центром. Но я так поняла, что как бы, ну, Тела Ринпоче и вообще наши, как бы наш хорул, они как-то не очень с ними общаются, понимаешь, это какая-то отдельная ветвь, поэтому я бы тоже здесь как-то осторожно в этом плане изыскивала все эти ресурсы. И, ну, у меня не было, к сожалению, я очень поздно им написала, я была всего там неделю в Малайзии, поэтому мне не удалось с ним встретиться, но да, он общается именно с семьей Андреевых, с его детьми Джиджи, которую, к сожалению, уже нет, с Сарой, в частности, вот с его женой Эдмашкой Джиджи Андреева, поэтому, как бы, если что, можно будет у них этот вопрос выяснить. По поводу Сербии, если кто-то еще здесь не заметил, у нас здесь присутствует наша Саня Мучкаева, с которой многие из вас уже также находились и в личном контакте, и общались или слышали, читали про нее и про ее дедушку, который эмигрировал в первую волну, да, и она сама родилась там, в Сербии. Может быть, мы ее попросим также какой-то вопрос этот вопрос прояснить в Сербии, потому что в Сербии именно очень хороший архив и очень много людей, которые занимаются этим вопросом об истории российской первой белой эмиграции, да, в Сербии. Возможно, она нам как-то этот вопрос поможет узнать, но опять-таки для этого нам, естественно, нужно даже финансирование и выход на какие-то там государственные структуры, если мы хотим именно то, что ты Нюдля предлагаешь, ты, пожалуйста, это в письменном виде тоже напиши, это все предложения. Предложения эти очень, естественно, я думаю, что они логичные, они правильные, но как бы для этого, опять-таки, если мы, как диаспора, да, как представители Калмыкии, но живущие за рубежом, будем обращаться, или нам для этого все-таки понадобится поддержка именно Калмыкии как республики, как части Российской Федерации. Этот вопрос тоже надо будет обязательно проработать именно с законодательной стороны, потому что, естественно, это очень серьезный вопрос, понимаешь? Нет, тоже, даже если обращение от кого будет.
Смотри, вот сейчас по поводу международного этого центра, вернее, я неправильно назвал его, это Международный центр кочевой культуры, он так будет называться. Вот. И они абсолютно автономно открываются, это все, кто живет в Европе, монголы, открывают этот центр, и они сейчас выбрали Швейцарию, потому что там не надо все там платить за открытие, да, и они вот такие вещи. То есть, как бы, вам не обязательно, наверное, от Калмыкии или что-то там. Вы можете сами какие-то структуры свои создать, общественные организации, вот типа такой, именно калмыцкой, и от нее вот постараться. Вот они же хотят именно искать деньги именно в Евросоюзе. Почему они там? Потому что там гранты хорошие, там они так и Понятно, говорят. Ларик, ты тогда пришли именно всю информацию по поводу этого монгольского, как бы, монгольской организации, и тогда мы как бы посмотрим. У нас и в Монголии есть, и Кеманорпель есть, в Монголии ты ее знаешь хорошо, Да. и еще у нас там Лидогоря есть, то есть у нас есть там очень серьезные, активные Зачем калмычки. тебе Монголия? Зачем тебе Монголия? Нет, но если ты говоришь, что ты это международный Нет, монгольский они открывают те, кто живет во Франции, в Германии. понятно, понятно, хорошо. Лучше я на их выведу. Понятно. Они выведу, там, Орскельтайник. Да. Я хотела сказать по поводу Тайваня, не Да. согласиться с предыдущим докладчиком. Дело в том, что на Тайване, почему Тайвань очень важен, не для прежде всего к вам обращаюсь, потому что там хранится архив Убаши-хана, то есть это то вообще-то наши истоки. И если брать Элисту, то этим вопросом занималась профессор Сусеева Данара Аксен и Аксен Хараев, ее сын, у них там какие-то контакты есть, поэтому это очень важный вопрос, если мы хотим понять, кто мы такие. Потому что весь архив с этой там. точки зрения, Архив да. там. С этой точки зрения, да. Но если, я же говорю, если мы вот сейчас мы хотим объединиться как? Как все айраты? Или вот пока мы... Ну, мы вот как сейчас калмыки? обсуждаем все возможности. Тетя Донара – это моя тетка, я ее спрошу, Аксен мой брат, поэтому как бы Да, этот вопрос замечательно. тоже прозондируем. Вот. Просто я хочу, чтобы мне письменно все прислали, как бы все вот сегодняшние предложения и обсуждения. Ну, архив, конечно, Убаши-хана это супер, конечно. Да, это и тема. я знаю, что на Тайване учились очень многие калмыки, кстати, как американские, так же из Элисты очень, я знаю людей, которые там учились, и Санджи Коняев там учился, знаю, кто. допустим, из знакомых, да. Вот Лена у нас, Лен, ты там училась, на Тайване, нет? Нет, Лена не там училась, Лена в Китае, да? В общем-то, я знаю как бы людей, которые, да, в принципе. Было. Мой брат двоюродный там учился. Кто? Брат. Мой брат двоюродный, да, он Саналтва, как раз да? по этой Да, линии- Батер, Батер, он как раз по Батер, линии да. вот Мгм. Диджи Андреева он помог. По мне. линии Диджи Да, Андреева. да, Диджи да. Вот очень эта многим связь помог была. там изучиться. Да, была связь Мгм. с Тайванем. Мгм. Вот. Так, ну что там по времени, ребят? В принципе, у нас 2 часа мы очень плодотворно проработали. Есть еще у кого-то какие-то замечания? Вот Булгун у нас здесь Учинова из Лондона, она очень большой именно интерес проявила. Именно по инициативе ее, в принципе, мы как-то решили эту организовать встречу. Есть что-то у тебя сказать, допустим, по итогам нашей сегодняшней встречи? Ну, хочу сказать спасибо. Я очень довольна этой встречей и... Ой, темно, наверное, да, мне не видно. Я, правда, думала, что мы немножко начнем, может быть, с истоков, то есть, ну, это скорее в продолжение, да, если это будет череда встреч, то истоки тоже поднять. Еще у меня есть большой интерес к теме отдельной депортации. Вот, ну, это тоже, конечно, отдельная тема, да, и, ну, большая благодарность всем, кто участвовал, всем ораторам, за все комментарии спасибо. Вот, и если также вот есть интерес, есть возможности, то, наверное, как-то, ну, мне бы хотелось бы тоже обсудить тему все-таки, наверное, судьба драматичная народа, да, и тему именно, может быть, коллективной какой-то проработки, коллективной, ну, не знаю, травматизации нашего народа, да, и как нам это проживать, что нам делать, может быть, какие-то там действительно проекты, международные проекты, фотопроекты или там художественные, да, то есть в этом ключе, потому что, ну, например, ну, и также мне бы хотелось бы обсудить, что делает, например, российское правительство, да, с ну, положением нацменьшинств, которые были
репрессированы, потому что, например, Германия, она извинялась перед евреями, она приглашала их, да, то есть такие действия с их стороны были. Что было сделано? Достаточно ли были принесены извинения, например, калмыкам? Ну, то, что, например, наши дедушки, получается, да, они там имели какие-то льготы. Вот, ну, мне кажется, что все-таки этого не было недостаточно. Вот, ну, то есть вот такой вопрос, именно, может быть, вот по теме депортации, какая была рефлексия и какое отношение, и какие настроения сейчас внутри России относительно этого вопроса. И как нам, наверное, к этому относиться, и как нам действовать в будущем. Уже пытались же по этому поводу даже подавать в суд по правам человека в европейский. Европейский суд по правам человека из Калмыкова не принял, да, по поводу депортации, по поводу того, что по поводу вот этих ваших, как вы говорите, извинений, да? Материальных, как? Реабилитация. Ну, не репарация, а как материальных, как льготы, правильно назвать-то? Это репарация, да, компенсация, да, репарация. Компенсации, да. Вот в этом уже несколько лет назад это было, подавали же в Европейский суд по правам человека, поскольку здесь реакции не было. Европейский суд по правам человека из калмыков не принял. Поэтому вот как бы, как с этой точки зрения поступать? Ну, сейчас тренд на то, чтобы вообще эту тему немножко подзабыть, как бы здесь в России, да? Ну, естественно, мы не должны этого забывать. Я не думаю, что сейчас удовлетворят наши требования, тем более просьбы по этой теме, да? Никто ничего не будет делать, это однозначно. Но, тем не менее, мы эту тему не должны забывать, и скоро 28 декабря, кстати. Ну, для 28 декабря в нашей группе делается один очень большой проект. Из 20 числа у нас будут уже публиковаться и аудио, и видеоматериалы с теми, кто пережил Сибирь, с фотографиями и в художественном оформлении. Так что поэтому мы с вами поделимся обязательно. Нюдля, у тебя какое-то объявление еще было? Объявление. Я хотела бы участникам группы обратиться. Те, кому интересно поучаствовать во встрече, которую я организовываю 26 декабря, в 18:30 по Москве. Это будет Zoom-встреча с американским профессором, который проводил исследования по истории калмыков. Ну, в частности, это немножко далекий период, 1630 год. И в частности, почему калмыки, айраты покинули Джунгарию, пришли именно на территорию России, там, ну, как бы сейчас называется территория России, на Волгу. Вот об этом будет небольшой разговор такой. Кому интересно, я... Да, сделай объявление в группе, мы сделаем опять-таки события отдельные, напиши все детали, Я просто хотела бы поделиться Zoom-линком, только если люди мне напишут свой имейл. Я хочу... Хорошо, ты сделай объявление, чтобы тебе написали имейл, и мы тебе пришлем. Я думаю, что следующую встречу можно как бы опять-таки подготовить и провести в виде опять круглого стола именно по этому вопросу, вот что Булгун сказала, да, по истокам, то, что Нюдля сказала, можно будет того же профессора как-то привлечь, и из Калмыкии тоже, ребята, вы еще там можете пригласить всех, может быть, Эльза Баир как-нибудь у нас найдет время с нами тоже обсудить все эти интересные моменты. Очень много есть людей, которые действительно занимаются этим вопросом, и я очень благодарна всем, кто проявил сегодня интерес, и кто так интересно с нами поделился и информацией, и прокомментировал, и вопросы задавал, и можно будет потом как-то коллективно решить именно по теме, конкретной теме следующей встречи. И плюс я жду в письменном виде, пожалуйста, тогда все вот эти предложения в группе мы выделим специально какой-то у нас, Facebook, как бы формат Фейсбука не дает нам очень, так сказать, резво и свободно как-то разные форматы там предлагать. Но, во всяком случае, мы список литературы опубликуем и предполагаемые темы, может быть, произведем опрос в группе, произведем для того, чтобы узнать именно, какая тема более всего интересует участниц нашей группы, и попробуем, то есть мы приглашали испанок, приглашали француженок, но, возможно, еще рабочий день, у американок тоже как бы не очень удобное, да, для всех время. Ну, опять-таки, это как бы реалии нашей
нашего дня, реалии нашей жизни, что, к сожалению, не всех всегда все устраивает. Единственное, хорошо, что можно будет записывать эти все встречи. Поэтому я буду ждать, что вы мне будете как-то писать свои предложения, свои идеи и именно свой вклад в продолжение этой дискуссии. И особенно, возможно, я думаю, что те, кто предлагал сегодня что-то, возможно, на себя уже возьмут инициативу продолжать эту тему, да, развивать ее уже по результатам каким-то, по прогрессу в каждой теме мы будем опять-таки встречаться и продолжать обмен мнениями и информацией. Вот. И большое спасибо Любовь Борисовне за ее большой сегодня вклад и участие, информацию. И Эдику, и Гене с Лариком особое спасибо, и Эльвире огромное спасибо. Все-таки у нас очень большая группа, очень много людей именно имеющих конкретные интересы, конкретные специализации. Вот и Нюдля у нас очень активно в этом плане. И я думаю, что сегодня мы очень много узнали, очень много как бы у всех. Давайте немножко переварим всю эту информацию, да, и после этого все-таки решим, что действительно, какая будет конкретная тема нашей следующей встречи. Есть еще у кого-то какие-то комментарии заключительные? У меня объявление есть. Значит, по поводу книги, вот очень важный вопрос Булгут подняла, с нашим прошлым. Вышла в этом году книга Николая Эпле «Неудобное прошлое». Я написала там. В чате, в общем, вы видите, да. Да, и они сотоварищи проводили опрос, в том числе и калмыки по регионам. Обсуждался этот вопрос среди калмыков тоже. Я пришлю вам, вы мне адрес, вернее, я через Оксану пришлю вам ссылки. Хорошо. Можно будет это посмотреть. А книгу я всем... Да, спасибо большое. Спасибо большое. Я хотел добавить еще. Да. Я хотел добавить. Застыл. Добавить вот там тему. Я знаю, что здесь в России есть Всемирный татарский конгресс. То есть, причем он именно татары, у меня знакомый, это президент этого конгресса татарского, и они татар собирают здесь, у них как бы центр всего, да, но у них потому что ресурсов много, понятно, поэтому у них центр здесь в России находится, и они себя позиционируют очень так мощно позиционируют, поэтому с этого можно брать пример. По поводу того, по вопросу депортации и по подаче Европейский совет, Европейский суд по правам человека, да, даже несмотря на то, что там подавали, это не означает, что это не стоит подавать еще раз. То есть это такая нормальная практика, там можно подавать и неоднократно, и там просто изменять чуть-чуть формулировки, и это тоже, в общем-то, вполне возможно. И третье, что я хотел сказать, вот я по поводу вот этой встречи с профессором из США по Джунгарии, да, вот я обязательно присутствовать хочу. Дайте Хорошо, я опубликую, я не знаю, как с вами со всеми связаться, потому что не все члены группы «Калмычки за рубежом». В какой группе вы состоите? Я хочу... В Фейсбуке. Ну, в Фейсбуке или вот сейчас напиши, Эдик, свой имейл, напишите, да, вот кому интересно. Я не знаю, это сохранится или нет, чтобы я могла все эти имейлы включить. Ну, сохранится, в принципе, или, короче говоря, как-то там, Эдик, с кем в друзьях. Давайте я вам напишу, пришли, да. Напишите, кто заинтересован, я вам даю свой имейл. И это сейчас я напишу в чате. И если вам интересно, пришлите мне свои имейлы на мой имейл. И я вам вышлю приглашение тогда, потому что сейчас... Хорошо. Я просто еще хотела такой вопрос, так, минуточку, сказать, что, в принципе, вот все эти идеи о том, чтобы объединиться и так далее, они давно уже, и здесь у нас среди американских калмыков мы пытались это сделать, то есть... Ну, то есть, и второй вопрос по поводу обращения в Европейский суд по правам человека. Даже если решение будет принято, будет как... Здесь такой стоит вопрос, как Россия воспримет даже это решение Европейского суда. Ведь это надо, значит, получается, то есть, чтобы все страны подчинялись этому. Но будет ли такое со стороны России, это вот еще вопрос. Да нет, конечно уже. В общем, пишите. Сказано, что
ясно сказать, что Россия не будет выполнять никакие там решения судов вне юрисдикции Российской Федерации, это уже понятно. Ну, я думаю о том, что если делать работу, надо делать ее серьезно, не так вот наобум, вот подали и все, это все ерунда. Если переходить, надо перейти на новый уровень, надо самим подниматься, надо что-то самим делать, чтобы быть значимым в этом мире. А иначе мы так будем прозябать где-то и надеяться, что кто-то где-то что-то нам поможет. Вот сейчас, 21 числа, наступает новая эра, да, как вы знаете, новая эра Водолея. Это время трансформации. И вот это как раз-таки нужно трансформироваться. И в открытую астрологи, ученые, все говорят, кто не сможет перестроиться, то того за борт. Если мы не сможем перестроиться и будем все по-старому вести себя, да, то мы за бортом окажемся. Поэтому нам нужно как-то... Почему я предложил именно вариант, вот как по-монгольски? Они именно спешат, кстати, монголы спешат до 21-го открыть это все. Они прекрасно понимают ситуацию. Ну хорошо, пришли мне сейчас всю информацию. Запишите все, кто не видит, может быть, чат. Имейл Нюдли, Араева Н, одно слово, собака gmail.com. Араева, A-R-A-E-V-A-N, N, собака gmail.com. Так, ребята, сегодня секретный дыр, да, это я сегодня практикую целый день. Можно я ухожу, а то все-таки я много времени потерял. Да. Давайте, до свидания, всем пока. Удачи.